А с ума шло. У нас тут Дон Автогост. Дон Автя, ты у нас сегодня говорящий? Будешь говорить в микрофон? Шо? Он Абу закуска, Ибн водка скажет. Тема какая? Вопрос номер 1. У меня здесь с Масхадов микрофоном или Украина? проблемы с этим, с наушником были. Я не услышал, извиняюсь. Можешь повторить? Проблем. 1, 2, 3, 4, 5. Не слышно? Слышно сейчас? Слышно. А. Масхадов, первый вопрос. Масхадов, первый вопрос. Не, по теме можно, да, насчет Масхадова поговорить. Сейчас еще чуть-чуть наберутся, выйдет потом. Тему начнем. Я так просто. Машов. Я как-то был в чате, там эти закаевцы были. Я говорю, так Масхадов же законно избранный президент, это демократический. Я говорю, что вы тут это? А кто такой Закаев? И он же про него говорил, что он там самозванец. Они меня сразу забанили, выключили. Так нервно начали что-то кричать. Я говорю, так Масхадова, вот были выборы, вот там про Дудаева, там, я не знаю, там, а Масхадова это были выборы организованные там. Он даже были эти наблюдатели. Все. Было, ну, как бы классические выборы прошли там. Кандидаты, там, наблюдатели, все. Да, как за Дудаева и за Масхадова это 100% честные выборы, 100% ну, имеется в виду, проголосовали там в каком-то проценте, но сами выборы, они Ну, как прошли бы, 100%. в моем понимании, единственное там легитимно, это Масхадов. В моем понимании. Ну, понятно, у тебя своя тема. Тем Да. не менее, Джохара Дудаева, за Джохара Ну, ладно, Дудаева я это не буду это проголосовали. потом. Более того, намного больше его поддержали народ, и прям Ну, целые там другие тысячные обстоятельства. толпы. Там другие обстоятельства были Да. прихода к власти. Там другие обстоятельства были прихода к власти. Это. Да, остальные президенты, которые у нас были, это были исполняющие обязанности, но они тоже являлись президентами. Но чисто народ голосовал вот за этих двух, за Дудаева, за Масхадова. Ну, там какие-то западные, по-моему, еще были наблюдатели, насколько я помню. Когда Масхадов. ОБСЕ много стран, Да. из многих стран, да, Да. приехали наблюдатели. Он же потом Они в Штаты ездил. подтвердили. Это было как полуофициальный визит, я вот это хотел уточнить, или официальный? Или полуофициальный, или Ну, просто по приглашению часто. полуофициально. Ага, Полуофициально. ага. Тем А не с кем он менее, он там встречался? встретился, Да. он и с этими конгрессменами там встречался. И Ага. ему устроили вот этот вот визит в исламский центр, там, пакистанцам вот этим, проживающим А, на территории а. Америки. Так это было Да. запланировано или это уже по ходу там Это, его туда? я считаю, это огромная провокация. Ну вот. То, что его туда пригласили, и то, что ему там, и то, что он там Не, высказался, что смотри, я хотел вопрос такой. Он приехал туда, он заранее знал, что он пойдет в этот центр, или там его уже как бы окучили, вот начали вот это, повезли туда, начали вот это. Ну, это я не могу тебе сейчас точно сказать, Вот так, потому это очень что, интересный вопрос. да, Лема какой-то там вот этот Лема. стоит тоже за Чимаев организацию. или Чигаев? Какой? Лема кто? Чимаев, Чигаев? Я его фамилию сейчас не помню. Кто, если вспомнит, может. Что я путаю с кем? М, Ну, понятно. Да, вот и Понятно. организовали это там
это дело. Понятно. Любое направление Поэтому, какого-то движника должно быть какая-то символическая, ну вот, как сказать, ритуал какой-то символический, обязательно. этот ритуал, он очень негативен для нас, и он вообще не соответствовал действительности, потому что то, что Масадов высказал на этом сходнике, грубо говоря, и там Мгм. произнес такие слова, что мы строим исламское государство, А, он так сказал в это не Штатах тогда? Он так сказал в Штатах? Он так сказал в Штатах, но он это сказал, как бы мы строим не такое якобы исламское государство опасное, а какое-то доброе А, ну, это все понятно. Тогда и все понятно. Ну, порядочное. тогда, значит, это все было как бы заранее спланировано. Ну, если такая фраза была сказана, то тогда. Ну, Да. даже эта фраза, она не Ну, так либо негативна. либо у него ума не хватило, либо он, или там уже кто-то ему что-то проинструктировал, что говорить уже на месте. Ума-то хватало у всех, просто в плане Ну, того, что с чем вот мы столкнулись, да, с вот этими идеологиями. Вот в этом плане не хватало информации. Вот как у тебя, когда ты в начале еще эфиров заходил и за шариат топил, вот так же чеченцы да, не да понимали. я не топил, вот Да, что да. ты взял. Да не, Ну, не. так он Это тоже не прикол топил. был вообще, Дело в это том, прикол, а ты на да, тему подсел. там тоже прикол, там как раз таки тоже вот такая Не, ситуация, ну когда он же официальный президент, а я приколист. Ну, что ты будешь вот это ну, сравнивать? какая разница, ты там саламы давал тоже. Но это, знаешь, какая тема, которая на первый взгляд она как бы абсолютно негатива за собой не несет, а А, если ты ее правильно политических таких вот этих, мгм. я не знаю, каких-то там хитрых Ну, таких своих интересах, если ты начинаешь использовать это дело, то вот в такой ситуации оно, конечно, выстреливает. ну, это понятно. Потому что там как бы я от сына, это Масхадова тоже слышал, ему бы там где-то как бы в пионерском лагере как бы директором детей там, он такой, а не в политике быть. Да мы будем продолжать дело наших. Ну, ты конкретизируй, какое дело и куда вести. Вот он тарахтит это. И его там это что-то используют. Как бы сиди уже там, где он там, во Франции, занимайся там. Он Ну, видно, он, человек неплохой, но видно, да, да, он-то ну, там и так сидит, просто тоже точно та же тема здесь, ничего нового придумать не надо. Те же самые идеологии, посредством которых там на него повлияли, и потом он тоже и как бы начинает жаловаться волнуется. на Закаева. То есть, ну ты молчи уже, потому что он как бы ты сам, ты как бы сын официального президента. Кто такой Закаев? И ты на него жалуешься, ну, да что понятно, что там мать его терроризма, такой как, ну, ты, получается, себя опускаешь ниже, как бы его, ну, как бы, ну, блин, что это? Ума тоже не хватает, тем более публично. Ну, приедь его в Англию, там, ему там, секир башка сделай там и поквитайся. Что ты начинаешь вот это ныть публично вот это вот, блин. Вот не, мозгов нема у людей. Это, конечно, ужасные вещи, но зачем ты публично об этом говоришь? Как будто ты тем самым как бы поднимаешь его выше своего отца. Что вот Закаев, да, такой крутой, типа вот и он меня тут зачморил, там, мою маму там терроризировал. Ну ладно, это если бы вы там не были такими, статус ты бы такой не имел бы. Тогда ладно, там уже, ну, это может быть, жалься, но блин, ты же сын президента, тем более, который там, ну, законно избранным, то есть ты как бы статусный человек в плане, ну, блин, ну это вот это, конечно, ужас, конечно. Потом стоит, ноет, там, мы там, дело продолжатели. Какого дела, если ты... Да ладно, о чем говорить. Marshall, du musst ja
До нас есть есть все причины полагать, что он, скорее всего, сам тоже на крючке у этих всяких там тоже играет определенную роль и создает видимость какой-то деятельности. И задача заключается в том, чтобы в обществе создавать такую вот разногласицу полную. Вот, вполне допустимо, что такое свое задание тоже имеется. Не исключительно, но это же даже вот это его все эти разговоры и даже вот это жалобы, это же ущерб это, огромный, потому что, вот в этом задача и его, и Закаева создавать именно ущерб полностью имиджу чеченского народа. Да, и так далее, и так далее. То есть, ладно, я там нюансы понимаю, я там это урожденный, я там я все понимаю, может, даже больше, чем ногти по крови. Есть моменты. И могу позволить себе сказать больше, чем, ногти по крови. Могу, исходя из субординации определенной. Могу себе позволить. Но они же, вы что делаете вообще? Что вы, как можно языками так? Я понял, да. Скорее всего, так и есть. Ты прав. Доброго времени суток всем. Скорее всего, так и есть, да, ты прав. Да. Валикум салам, марху. Вас что, вишь, что? Не весело. Уважаемый, как к вам обратиться? Только подключился, примерно так, последние слова услышал, и как обратиться к вам? До нас он к вам обращается. Написано же Абу Грознефть. Можешь обращаться Абу как Грознефть, да. Ну, ты так смотрю немножко, понимаешь чеченский язык, да, если даже... Не понимаю, я плохо понимаю, утратил уже я понимание. Понятненько. Поэтому, если можно, или на русском, или на украинском. Ладно. Как сказать, тему еще не вклинился, но тем не менее хотел твоим последним высказыванием сказать, как ты говоришь, что ты где-то там что-то понимаешь больше нас самих, да? В этом но плане это образно, это образно. Да, даже образно. Вот эта фраза сама по себе, она неуместна. По одной той причине, что, чтобы даже образно представить в нашей шкуре, надо быть в нашей шкуре. Что мы прошли, что мы испытали. Как говорится, умен не тот, кто много видел, а кто много на своей шкуре пережил. Поэтому вот в этом плане... Но дело в том, что мы там тоже пережили. Мы там тоже кое-что пережили. Подождите, чтобы... Я прошу извинения, если там комментировать, обидел кого-то. Подожди, чтобы комментировать те действия, которые совершает вот этот Анзор, для этого в шкуре чеченцев не надо проходить. Да. Это настолько... Я тоже это образно сказал, но тем не менее мы должны понимать, что вот в две войны чеченская кампания, да, нас, чеченцев, на общей катафонии... Подожди, не чеченская кампания, русско-чеченской войны. Да, это русско-чеченская война. Да, вы понимаете, о чем я говорю, смотрите. Мы не должны правильно говорить, это вот две большие разницы. Короче говоря, как говорится, не все идеальные такие, да? Ладно, русско-чеченская компания. Я хотел просто двух слова сказать, что... Никакой компании. Вот это, смотри, все начинается с неправильного определения. Подожди, тебе лучше смириться с собой, смириться. Подправить садовому. Да, правильно, я согласен, поправить. Век, конечно, мне нравится, когда меня поправляют. Век живи, век учись, эта притча на всю жизнь преследует. Я говорю так, как я умею слова подобрать. Но вы поправляйте, пожалуйста, я буду рад. Я всегда готов, всегда признавать свои ошибки, свои поступки. Любой достойный мужчина должен признавать свои недостатки, да? Ладно, поправляйте по ходу. Но я хотел просто сказать, вот когда война была, две войны,
не то что определенных людей, всю нацию ставили не в законы, как и в сталинские времена. Мы должны этот факт признавать, и что это действительно было. Даже те люди, которые в России находились там, ну, кто-то от войны убежал, кто-то еще по силу разных причин, которые скитались по всей России, по Европе, даже вот этих людей невозможно было спокойно снять квартиру, чтобы соседи русские от тебя не шарахались, понимаете? Настолько до того доведенный был народ, что в глазах других людей, в своем лице, ну, в глазах простых людей, настолько ненависть напряли на нас, да, что как будто мы там такие все террористы, такие все неправильные. Вот это надо немножко... Вспоминая вот эту атмосферу происходящего, надо судить объективно, на вещи смотреть надо, в моем понимании. Это так я хочу выразить как бы. Поэтому мы должны понимать, что правду должны как бы говорить как есть, что испытывает тот или иной народ. Не только мы, любой народ страдает, пока тысячелетиями эти войны, пока будете, страдает простой народ. Понимаете, вот мне вспоминается фильм, когда Гектор, они там, как там, Троя в фильме. Вот хорошо было бы, когда цари сами разбирались бы, дрались бы с мечами. Я посмотрел бы на эту зрелищу. Поэтому из-за чьих-то интриг страдает весь народ. Хотя такое не должно быть. Ни в какие рамки, ни в которые не входит. У нас тут четкая тема, Сардош. У нас вот эта тема про убийство нашего президента на 8 марта организованная. Тоже как бы подло, вероломно подготовленное. Там его тоже слили, по всей видимости. Но это потихоньку там расследоваться все должно в будущем. Да, эти праздники все это как отводящие от основных проблем. Вот эти праздники, их настолько много в мире, что людей лишь бы отвлечь праздниками, фильмами, боями без правил, всякими. Ни в каких царях дела тут нету. Тут наша ситуация, проблема с русским миром у нас. С русским миром, знаете, как надо? Русским миром. В первую очередь надо русскому миру научить себя быть гостеприимными. Если им мы угодны, не называть нас, о, какие вы смелые чечены, а как только надо нас как-то чем-то унизить, вот все под одну метелку террористы обзывать. Надо по-людски жить, по-людски надо жить. Правильно надо жить. Эту жизнь надо, спокойно жить надо. А не воевать надо друг с другом. Если у меня есть какая культура, которая мне нравится, какой папуас, он с Африки может прийти мне сказать, это холодильник не в этом углу пусть стоит, а перенеси ее в другую сторону, в твоем доме, как будто решает, где мне спать и где мне не спать, и что мне делать. Это дешевизм, навязывать свои какие-то нравы, свои какие-то культуру, ломать чужую культуру. Это все происходит, это мы должны осознавать, мы должны это признавать. Вот эти негативные отношения, которые стравливают людей. Стоит там какому-то царю сказать, мне не нравится этот народ, все, и поперли, как биомасса поперла за ним, выполнять его, независимо от того, правильно он решение принял, неправильно он не принял, идут напролом, не знаю. Его хотелки-то. Да. Цивилизованный мир уже давно отказался от этого. Сейчас вот только русский мир и вот это восточный там мир, который тоже... У меня на сегодняшний день, я по 20 лет, смотрите, ребят, я 20 лет по России фестивале, у меня и сейчас есть, и хохлы есть знакомые ребята, и русские есть, с которыми я общаюсь. Чисто нормальные люди. Нормально люди, которые также смотрят, сочувствуют нам, например. И такие много есть. Я не беру себя под одну метелку. Да, мадикой Леха. Он ба. И очень Богу дуай. Вообще бэрисом. Ой, нет, это,
Нет, я действительно, который хочет дружить человека, с тобой это отношения, или там дела делать. Ну, то есть, если он нормальный человек, с ним и дела можно сделать, и все можно сделать. Если я чем-то могу помочь, я тоже должен быть рад помочь, быть полезным. Вот такое должно быть отношение между народами. Даже элементарно, лет 40 назад идем, и там при СССР даже, и то было на все смотреть приятно. У меня соседи русские, бабушки, не бабушки, там в Пасху там яйца дарили, там всякие. Ну, не мешало она мне как-то их праздники. Мне и сейчас не мешает, ничья вера не мешает. Вообще ничего не мешает. Главное, мне под шкуру не лезь, оставь мне свою жизнь, как бы жить, как мне подобает, как мне завещали мои предки, как я закален, так я и буду жить. Вот зачем мне указывать, как мне жить, к чему мне верить и чему мне не верить. Вот сейчас еще и плюс, мало того, что там какие-то войны происходят, еще и начали уже религии как-то путать туда. За счет религии очень удобный инструмент, чтобы стравливать народ. Придумают там всякие эти, как я называю, удобно шулы, хуалацар, удобно шох. Джамаат. Ну, ваххабиз, не ваххабиз, там всякие вот эти названия придумают, все. Течение. Это же искусственно создаются. А вот простая биомасса этого не понимает. Как бабушки старые. Все, им сказали, они поверили и вперед на пролом. Так не должно быть, уважаемые. Подожди, что ты кому апеллируешь? Смотри, пока у власти чекисты, они чекисты уже больше 100 лет, с 17-го года. Там покоя не будет, ты там в России живешь. Там ничего хорошего не будет, пока чекисты у власти. Ну, хорошо. А почему тогда русский народ... Да, я понял. А посмотри, у меня вопрос такой. Вот если вот эта русская община и все, прочее, да? Какая русская община? Где русская община? Вообще, община, если он... Нет никакой русской общины, никаких русских общин нету. Все эти русские общины... Ну вот недавно по телевизору показывают, когда надо, как за пустого варианта подключают, не надо говорить. Все это кизячество ряженое, все эти казаки ряженые, кизячество, вот это все. Нет, это есть община, не община, они присутствуют, скинхеды, минхеды, кого надо придумывать. Это все проекты, это КГБшные, ФСБшные проекты. Вот поэтому я и говорю, я не говорю, что они самостоятельные. Им говорят, организуйте такую организацию, надо такие функции выполнять. Все, они поперли, понимаете? Вот смотрите, не нервничай, ты там, если живешь в России, сиди тихо, не нервничай. Если хочешь сопротивляться, партизанские действия, много будешь кричать, тебе придут, тебя отправят в Украину на войну. Не надо. Нет, подожди, я не кричу, я свое мнение высказываю. Ты находишься в зоне, понимаешь? Такая большая зона чекистская. Где бы ты ни был, в Саратове, в Грозном, в Назране. Это одна большая зона. Там могут сделать с кем угодно, что угодно. Ну, это я понимаю. Это причем тут это? Мы же сейчас никого не обсуждаем. К чему тогда вот эти? Это ты очевидные вещи говоришь, это правильные вещи говоришь. Только, нет, то есть, можно... Это то, что я говорю, это значит, я сказал уже. Я свои слова не отказываюсь. Я просто говорю то, что я сам вижу, как я просто вижу. Ты сказал слово общин, никаких общин нету. Никаких, это все вот эти общины, атаманы, все эти казачьи какие-то там. Вот это вся движуха, шелупуха, вся эта вот эта. Ну ладно, не община, не знаю, как надо, какую-то организацию создают, начинают до молящихся докапываться, до хиджамов докапываться. Я про этих людей говорю. Держись дальше от всех организаций. Будешь подальше. Держаться, если мы будем держаться, мы говорим о их существовании, а дальше держаться или не обсуждать, это второй, пятый вопрос. Я просто что хочу сказать. Почему сейчас сам ты говоришь, пока у руля все это не прекратится, говоришь. Вот почему вы же тоже народ, русский народ, почему есть вещи, наверное, которые вы сами недовольны, есть много оппозиции, которые против, постоянно всегда идут против президентов, какие-то оппозиции бывают,
Жириновский там против что-то всегда говорил. Еще, Смотри, ну, то есть, ты не там по самому... адресу. Я не имею никакого отношения в твоем понимании к Нет, русскому нет, народу. нет. Я не говорю, что ты имеешь. Я вообще Вообще говорю... ты к русскому народу обращаешься? Ну, хорошо. Да, я это сейчас, я думаю, вообще не с тобой, я на общее обозрение это говорю. Вот почему бы русскому народу самому, они все тоже прекрасно, как и мы, понимаем, что несправедливость как бы прет по бездорожью, да? Почему бы это русскому миру не стать, тоже как и мы, например, приводим примеры там, брежневские времена, более спокойно люди жили, там на 2 рубля можно было шиковать, там зарплаты все довольны были. Сейчас вспоминаешь, а слюны текут по этим временам, да? Почему сейчас русский мир не может, сами же, они как бы, ностальгия у них играет по тем временам, и почему они так не создадут свои митинги, не скажут, мы не хотим так жить, мы хотим, чтобы там постоянно, главное, и сами русский народ жалуются насчет зарплаты, насчет повышения цен и прочее. Почему вот так сами свои же как бы держат, как такой, в достатке? Мы сегодня по теме должны тоже Значит, я вообще высказать. так, много вещей есть, которые можно обсуждать и на правильный лад поставить. Ну, Русский народ, так называемый, на себе крест поставил в 17 году. Все. Их скоро не будет. Я не знаю, у них такой возможность, у них возможность такая есть, что во всем мире жить и иметь хороших себе соседей, да? У них хорошие соседи иметь, насчет, во всех отношениях у них есть возможность, шанс есть, чтобы сдружиться со своим, и с кавказцами, со всеми, как раньше при СССР. Смотри, делать вместе дела, как бы, да? Максимум лет 10 не будет никакой Российской Федерации. Не будет никакой. Конец все наближается. Ну, это Всевышний лучше знает, что будет, не будет. Да, Всевышний, лучше было бы, если спокойствие как бы побыстрее настигло для всех народов. Ну, я этого желаю. Есть такое понятие коллективная ответственность. Да. Ну, все, да. русский народ... Ладно, извините за то, что я много говорил, я мобил генти. Ладу и усо, девресу ладу на реакшн, я читал, дисам дари очень, там модер все подробно тоже вот так по таким связям невозможно при спокойной обстановке за чаепитием можно было как-то грамотно все это складывать, где-то что-то поинтересоваться, полюбопытствовать, позаимствовать опытом, можно было по-человечески, не затрагивая никаких личностей, пообщаться, как бы, да, для спокойствия души, можно сказать. Ну, здесь это такая площадка, что здесь все не выскажешь, и все, как бы, к общему знаменателю не придут. В любом случае найдутся критики. Деврей Салил Адвон. До нашего хотя бы ДРС свое слово выучил. Да подожди, у меня тут дел полно, работы полно, мне учить особо не. Иногда вот послушай. Да напиши в приват, мне выучут. Мне надо в приват написать. За все время казачество вот это вот. И не ДРС так и не выучил, да? Вот, ты начинаешь вот это свою вот это подковырку. Давай по теме двигаться. Маршал Дуновчик, Омер. Бисанчак, ассаликам. Здравия желаю. Гуден Абен. Шалом. Возмудрости. Хешада, короче. По-польски это. Видишь, люди заходят ночью, говорит, Советский Союз был отлично, 2 рубля можно было на 2 рубля кайфовать. Вот. Классно. По-польську пан розумів, Гуля? Еще раз скажи, не понял. Przepraszam bardzo, pan po polsku rozumie? Ну трошки розумію. Давайте Не, ну если поляки говорят, я понимаю, о чем речь, что детали тоже там не могу, но так, если не спеша говорят, да, еще Польска не сгинела, марш, Домбровский. У тебя все с военным связано. Что-то ты самое. Это польский гимн. Это польский гимн.
Я так myślę, że pan z okupantami jeszcze w Katyniu byłeś, tak? Pomagał Stalin nasze takie wojskowych zabijać. Pan w Katyniu byłeś? Dobrze rozмовляешь польским. Кстати, войну чем мотать? Das ist gut, jawohl. Ну, значит, это Домбровский, Понятовский, вот эти, да, польские генералы, наполеоновские войны, вот. Помню историю. Ну, Домбровский, да, какой-то был у них там деятель. Да, Домбровский. это Домбровский был, у них, ему маршала, по-моему, дали, и Понятовский был. Понятовский погиб, в реке утонул. Да, у них Домбровский, это национальный герой. По-моему. Да, и Понятовский, вот, в битве при Лейпциге, битва народа, по-моему, там. Да. Przepraszam, pan Donarcie. Ile Polaków zabił Stalin w Katyniu? Ile człowiek? Поляки молодцы они. Халиф, Ладно. по теме. Я pytam, w Katyniu ile osób zabijane było? Ну, только поляки обосрались с этим, с убийством этого. Я pytam, ile osób tam w Katyniu? Когда Качинского убили, они Ja teraz powiem. Brat этот молчит. 21 897 osób. Za 3 dni. Это, если брать по-польски, то я Дон Пенёнзен. Да. Все, поняли. Bardzo lubisz pieniądze, pan, tak? Дякую, хоть не по теме, я хотел это самое, вот этот вопрос на засыпку. Война шел, Пен Махкауд. Вот откуда это понятие? Я как раз За границей. Абу Пенёнзе Дон Гданьс. Дон Гданьс. Поляки. Dobry wieczór, panowie. Jak się masz? A co chodzi, kurwa? O, kurwa, jeszcze Polaki. Подожди, только без цензуры. Miłego wieczoru, pan. Jak tam? Bardzo dobrze jest, kurczę. Don to jest Bardzo mapa dobrze pierdolony. rozumiesz po polsku. Po polsku bardzo dobrze rozumiesz, pan. Skąd jesteś? Skąd? Jestem z Czeczenii, kurwa. O, bardzo dobrze. Ja też jestem tu w Polsce, w Lublinie mieszkam. Wiesz, gdzie Lublin? Курочки нормально, свободы. Jak co? Kurwa i kurwo to jest razna dwa słów. Kurwo, kurwa. Kurwa, Max, to bardzo podoba mnie. Тут больше Курочкины популярны. Don to szmato pierdolony. Свободы. Nie mów tak, bo Don Archie bardzo lubi pieniądze. Pieniądze bardzo dobrze lubi. Вечером Пенёнзе, утром Курочки. Mam takie pytanie do Utrem Polaków. pieniądze. Возвращаемся. Pan Polak wie, ile osób zabijano w Katyniu? Okupantami, ile osób zabijano w Katyniu, wiesz pan? Возвращаемся к нашим баранам, как говорится. Возвращаемся к нашим темам. Панове пускай там они сами разбираются. У них нормально. Намного лучше, чем у нас. Именно Тема. последнее по этим полякам. Это до сих пор удивляет, какими надо быть идиотами, чтобы загрузиться в русский самолет, в российский, и Вот, полететь точно туда, такого же на убой. Вот это полная точно того же удивительная мнения. история.
Дональд, а ты знаешь, что предложил Путин, Василий Васильевич Хуйло, полякам, что предложил, знаешь, там, в 2004 году? Не знаю. Поделить Польшу, это планировалось тогда еще, вот это первое ползучее нападение вот на Украину, еще тогда предлагалось. Качинский сказал, ты что, вообще тут кукухой поехал, кто нам позволит в 21 веке делить территорию чужой страны? И, короче, этот побоялся, что он в мировом сообществе это ляпнет, и, короче, приземлил самолет. Понятно, что там ляпнул, зачем туда, ну, как бы, я вот эта история какая-то что-то у меня какая-то темная история. Как можно было? Просто они что там, все дураки, что ли, в этом самолете? Русским доверять, себя не уважать. Вот это забыл он, этот принцип. Возвращаемся к нашей теме об убийстве нашего президента на 8 марта. Вот эти даты у чекистов, Донахча заметил, у них постоянно такая традиция. Да, 23 февраля, 8 марта, да, вот это. Да. Различные дни. Заодно своих октября, свинок поздравить. Да, 7 октября, день рождения Путина, нападение на Израиль, убийство Политковской, ну и еще серия там. Да, а 8 марта что, балкарцев выселили? Балкарцев выселили 8 марта? Начиная тему, хотел бы сказать, как Путин жаловался, вот есть выступление Путина, кто давал право убивать, лидера другого государства, кому дано было такое право, когда вот этих Мараков, вот эти начали там, этих тиранов, гасить, этот тут запел, А когда сам вот убивал всех, вот эта Русня сама убивала всех вот президентов, лидеров, не лидеров, а руководителей, можно сказать, как прямо мы говорим, нашего народа, вот это Путин что-то не упомянул там. Кто давал Путину и России, и Ельцину, не знаю, и всему этому сброду убивать лидеров, там, президентов, как они называют, другой страны, суверенного государства. Вот Путину и России тоже хочу задать вопрос. Вы какое право имели убивать президента, выбранного чеченским народом президента суверенного государства? Кто давал России и русским вот этим террористам убивать президента другой страны? У меня тоже вопрос. Ты же вопрос задаешь кому? Мировому сообществу, западному миру, там уже с ним ручкались, королевская семья британская, там все принимали, все торговали. Вот. Да, нефть, газ качали. Ну, никто же кипиш не поднял там. Посмотри он фотографии, видео, там, где королевская семья британская его там принимают, ну, в смысле, с ним что-то там его там стоит там рядом, там, мировые лидеры там, значит, может быть, они как бы по согласованию это сделали вообще все. Нет, таких мыслей не было. Ну, Дудаев это в открытую говорил, когда он понял, что... Тут нам нужно не так, а мы должны сказать, что именно сподвигло закрыть глаза мировое сообщество на нашу проблему. Вот давай мы об этом поговорим. Не, ну понятно, там можно там сделать ритуальные какие-то вещи, там где-то тот же Маскадов там сказал, что мы теперь исламское государство. Что помогло русским, России, чтобы руководство европейских стран цивилизованного мира закрыло глаза на наши вот эти беды, проблемы? Через что русские смогли убедить весь остальной цивилизованный мир? Ну, ты технологии знаешь, соберется какой-нибудь типа условно там Ахмед. Вот. И начинает изображать. Технологии, я знаю, идеология берется. Какая идеология помогла русским, чтобы закрыли глаза на наш геноцид, суицид, этноцид и все остальное по списку?
пытки, убийства, без вести пропавшие 27 тысяч человек сидят в тюрьмах по выдуманным, подложным, вот этим левым, короче, уголовным делам около 50 тысяч человек. Изгнано из своих родных земель. Нет, с ними понятно. У меня вопросы к мировым сообществу. 42 тысячи детей убито. Это мы знаем. По минимальным оценкам около 300 тысяч человек погибло. Что помогло русским, чтобы на вот это все закрыло глаза мировое сообщество? Теперь скажи. Почему она закрыла глаза? У меня вопрос, а почему она на это закрывает глаза? Кто им помог? Сатана, что ли, за пеленой закрыл глаза? Нет, как раз таки враг сатаны. Вот эта идеология, которая враждует с сатаной, самая мирная, самая миролюбивая идеология аморально грязного арабов, такой же грязной империи, как и российская. Вот эта идеология культ ислам. Там в мире есть подписанные там странами, не знаю, Россия подписывала, там, Украина, всякие там декларации. Путин поехал в Европу, что сказал европейским кефирам? Припомнит мне? Говори, да, не помню. Давайте, пускай Путин Освежи сам историю, потому что не все помнят. Без проблем. У нас, знаешь, у большинства обычных людей, знаешь, память такая историческая, как сказать, многие не помнят детали, а детали, они важны вообще. Кстати сказать, хочу... Пока на своей шкуре не испытает, не поймет. Кстати сказать, хочу обратить ваше внимание на то, что создание халифата на территории Российской Федерации – это только первая часть их плана. На самом деле, если вы следите за обстановкой в этой сфере, вы не можете не знать, что радикалы ставят перед собой гораздо более масштабные цели. Они говорят о создании всемирного халифата. Говорят о необходимости убивать американцев и их союзников. Я думаю, что вы из страны, как раз которая является союзницей Соединенных Штатов, вы в опасности. Они говорят о необходимости убивать всех кефиров, всех немусульман. Значит, то есть крестоносцев, как они говорят. Если вы христианин, вы в опасности. Но если вы решите отказаться от своей веры и будете атеистом, вы тоже подлежите по их рассуждениям и по их установкам ликвидации. Вы в опасности. Если вы решите стать мусульманином, то и это вас не спасет. Потому что они считают, что традиционный ислам тоже враждебен тем целям, которые они перед собой ставят. Вы в этом случае в опасности. Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу. И я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло. Слушай, первый вопрос, это какой год? Второй вопрос, кто ему, у меня чисто спортивный интерес, кто этому Шнырю написал текст? То есть он зачитывал текст. Брат Патрушев. Понятно. Я, судя по морде Патрушева, сомневаюсь, что он смог бы там, одолел бы своим умом такой текст. Я сомневаюсь, что Патрушев, дебил. Наоборот. То есть это другие люди пишут текст. Или там специальная военная операция. Кто придумал ZVET, вот эти аббревиатуры, все придумал. Я наоборот уверен в том, что этот Путин, он сам тоже участвовал в разработке международного исламского терроризма. То есть непосредственно. Поэтому он очень четко эту проблему. Люди, которые попали в эти радикальные сети, они ни хрена, я извиняюсь за грубость, абсолютно не понимают, не ведают даже этой идеологии, да, находясь там в каких-то этих группировках. То, что Путин выговаривает, идеологические эти вещи.
То есть это говорит о том, наоборот, что они четко сами являются автором вот этого всего проекта. Понятно, что он в банде состоит, но тексты не Так, тексты другие люди пишут. на мой вопрос подходит же вот именно идеология вот эта, помогла закрыть глаза на нашу вот эту вот ситуацию. Европейские кефиры именно из-за этого отвернулись от нашей проблемы. А потом европейские кефиры у себя с радостью вот эти вот, ну, до Трампа тенденция, с радостью принимали, Вот сейчас, принимали, где логика, которые сейчас давят вот, их там. Как раз я тебе сейчас представитель России покажу, который именно говорит твои слова, пропаганду русскую. Но смотри, с радостью-то они приняли тех, которые бежали от первой войны. Понимаешь? Да я про арабов, там, сирийцев, которые давят, я не про чеченцев. Нет, да туда, если они на этой идеологии, чеченцы тоже туда входят. Туда все входят, те, кто на этой идеологии. Сейчас я твои слова, вот эту русскую пропаганду, я сейчас через рот Марии Захаровой сейчас выдам. С теми проблемами, которые создавали сами в 90-е годы на нашем Северном Кавказе. Заберите, говорят нам западники, тех, кого они же сами, тогда в пику нам, принимали у себя как героев, давали виды на жительство. Нормально, вот нормально, для дураков пойдет, для колхоза заходит. Главное, чтобы просто сначала лоха запугай, а потом делаешь что с ним, что угодно. Простой народ надо запугать. Запугать. Вначале внимательно послушай. Да, все понятно. Подожди, на нашем Северном Кавказе. На ихнем, да. На ихнем, да. Подожди, сейчас дальше все. Вот он рассадник, да. Сейчас прибегают с теми проблемами, которые создавали сами в 90-е годы на нашем Северном Кавказе. Заберите, говорят нам западники, тех, кого они же сами, тогда в пику нам, принимали у себя как героев, давали виды на жительство, пролонгированные визы или сразу гражданство с паспортами, выделяли пособия, называли борцами за демократию, свободу, прокручивали на всех площадках общественно значимых. А теперь прибегают и говорят, заберите, пожалуйста. Ну, пожалуйста, редко говорят. Просто заберите. Мы не знаем, что с ними делать. Мы слышали, у вас есть возможность как-то на них оказать влияние. Ну, подождите, вы же сами у себя в Западной Европе, в Северной Европе создавали буквально анклавы диаспоральные, собирая там отъявленных террористов, или пособников террористов, или людей явно экстремистских воззрений. Вы сами создали питательную среду для размножения этой идеологии. Мы-то тут теперь при чем? Вы же нас тогда 10 лет буквально терроризировали своими оценками происходящего на Северном Кавказе, говоря о том, что мы там якобы душим свободы. Интересно, правда? Будет так же... Короче, они все там заодно. Вот история с самолетом польским для меня... Подожди, а ты знаешь, как вот эту фразу ты понял? У вас есть возможность оказать на них влияние. О каком влиянии МИД России говорила? Ты в курсе? Влияние на что? Влияние на кого оказать? На сирийцев? В Германии? На нас, террористов. На террористов какое влияние они? Как на рассадник, я понял. Значит, раз вы не можете, то дайте нам карт-бланш, чтобы мы там типа устроили там геноцид. Понятно. Понятно. Это такая Европа. Ой, ладно, пускай. Там, чем больше убьют, тем меньше у нас тут будет терроризма в Европе. Вот такая логика, да? Наверное, такая логика. Да, и все, они там все прекрасно понимают. Все торговали, все.
Поляков грохнули самолет натовский. С натовской делегацией, Подожди, с Доначи, я сейчас гражданами НАТО. послушаю, И все, язык в задницу засунули. Доначи, о каком влиянии, которое они могут оказать, я сейчас покажу. Я еще раз говорю, вы меня плохо знаете. Нам не страшно. Да вы нас провоцируете. Формы, да. У меня все есть, у меня все есть. Я вижу номер телефона. Че? Камеру ломал. Посылал. Я стекло взял, чтобы скрыться. Взял стекло, ну. Нет, подожди. Вот так бейте. Заложи. Музыку на. Сейчас подожди. Русский мир, Это представитель говорила о таком влиянии, которое они могут оказать. Если тут у людей психика, все нормально. Короче, это даже нельзя. Я ИК-6 как влияние оказывает, тебе скину, Доначи. ИК-6, там, вот эти гулаги, которые есть, пыточные. Я тебе все скину, если нужно. Надо вещи своими именами называть. Западу до сих пор выгодна единая неделимая Российская Федерация, потому что они с ней торгуют. Они господи, украинскому. Короче, как ресурсы. Салманович, ты не слышишь, по-моему. Ты Путина не слышал, Мить Захарова не слышал. Путин тут? При чем здесь Путин тут? Путин никто вообще, в моем понимании. Там другие люди все решают. При чем тут Путин? Пока Западу выгодно вот это, как бы, сырьевая вот эта вот территория, с которой можно черпать ресурсы, давайте уже. То они ее будут сохранять всеми силами, чтобы она была, как бы... А вы тут, чеченцы, хотите какой-то независимости. Вы-то как бы... Вы что, хотите подорвать дойную коровку, убить? Она доится пока хорошо, никто вам не даст возможности ее подорвать. Да, по темам. По темам сейчас идет. Никто никакую дойную коровку там не доит. Дойная коровка сама этими местной ручной доится, и они там на Запад закидывают бабло для личного обогащения. И говорится по темам Масада, убийства нашего президента в день вот этого так называемого там женского дня, 8 марта. Опять-таки вот эти даты и информация, если есть дополнительная. То есть Маршал, ветеран Маршал, по теме. Маршал, Маршал Масаги. Ведь Чуавелу я пока не вписался в тему Ладу Гордос. Там Масада. Я пока поковыряюсь, там, как Путин на весь мир, короче, вот эти крокодили слезы пускал. Кто давал право убивать вот этих тиранов, типа вот этого
Хусейна, Барака, вот эти были, которые терроризировали свои народы. Насчет них он там высказывался. А я сейчас буду задаваться вопросом всем, кто защищает русский мир, кто давал право русским вот этим террористам убивать президентов чеченского народа, которых выбрал чеченский народ. Кто им давал такое право? Я сейчас поищу видео, поговорите дальше. Да, где что президент Асада, это вы соох куева, например, буду вы хилба президент свой, самуха, чтобы там Да, по-моему, есть видео, Дудаев сам сказал, что это с одобрения Запада. Все. какие бы эти дрова там кто не наломал, угол кверхка я сам. Она задний, что он сам с чемоданом денег, сам копчур, кач верлет, халвех, не летана. Виа сия хвоственный, Стаюхца ол, все равно вайком, хайфтесен, фед вайком, юахи, Вин беца дел лактер иштал, чтобы иштаскон икба. Илюстрига, кверхка сторон. Какая бы сила за русскими, за Россией не стояла, какая бы мощная, великая армия, они не смогли принудить ни одного нашего руководителя сесть за стол и подписывать те бумаги, которых они бы хотели потом выделять, бегать с этими бумагами. Да, Россия дает Моссад, да, Ибрahim, обычно Цабол чай дючь хазар, слабый так говори, харивали, слабый так мухул. Шинт эмти ахчаквел, волер, мелч охил. Мах дацавич, давохчи волшя, шин бях бюлер, бухи, даванир элда, цабешсан дацавана, оқу вари, риелуш вацариз. Иштаган слабый хунд элча, окар хуол, шастан кахиетан боч. Вот такое, как я там вот, штанах бой, собой, ищется, хочу, так слабых, и ткань. Это слабый, так, муху лишь конах, так, и лайсун слабый, уму, эдвас, всем алдат. Ищ президент, асади хаусиш, мелю казна, мелю май, ответ дауанак тан, эмш бяш бахш букш. Саха дауани, деется, ваш, тегер му, эдвас. Eldeler dokum du şayet an histuar ashwot ahil da qatala tuma tadin tagwat lush khazaksun tundat вообще huma dina wotshol tagbalat khol tagwat da tagan dwash el mel adkhuli ahu lelichi hodi awari kanok awar wala dodi awar li mel addu foxi ahwal doge ikna hal khit shdat ya ishtor boxtat swim alurdat ishtagar وأنا والله بتش دو ده إذا إيش بقولك وأنا في بقول مو إبتسام خلاص ده بس كده على دوخ أنا إيش ما تيجي بس ويلسون Ну, байдаш, бу, примерно, лучше там, читу масады, елч учивай фачалкам, духал террористический акт шалилен, террор лахтен. Именно войнахчи государства и цундухал, был подрывной, был антигосударственный, был антиконституционный, был террор и явно террористический акт. Шалилен, юхинстана по всему миру, дай сабыр. كان تنزانيا في Уганда и Руанда и колодец шорст. Ашвал нахмес, вот это уже водорду, действительно. Еще дахту помиял шаргую вай фачал. И гую фачал, куда юшвахан, дахал водиеш фанч. وين كيرت جلسنا شوفيش هذا جهة دوس هنا دو خورلو إن تريبوت هنا دنقدو باشوت شلون يلشين
Потом тахел, сапистон кушас, весун хакуда хакелар, сумар обулда он, хавох сухайду вожду бошеш. А теперь у Христоса за пазухой сидят и в Руанде колодцы хотят строить. Ибрахим, можно одного покажу, пользуясь случаем. Льва Аллаха, который объявил всему миру джихад. Или мы будем сидеть строить экономику, как нам некоторые наши начальники предлагают. Вот сейчас построим завод, там сделаем, значит, соберем комбайн, построим еще здание, потом все будут жить хорошо. Или же мы впервые в истории 20-го столетия мусульмане первые нападут на кафира и первыми начнем их убивать. Это главная и основная сегодня проблема, которую мы должны понять. Привет, Владик. Привет, Я нормально. Правильно, зачем нас сеять, пахать, строить? Вперед нападем на кефиров. Это главная и основная сегодня проблема, которую мы должны понять. Привет, Владик. Привет, дорогой. Привет. Борис, как у тебя дела? Я нормально. Казбек сегодня приехал очень расстроенный. Что значит расстроенный? Ну, вопрос же стоял о том, что он 2,5 единицы привезет. Что? Ну, слушайте, Владик. А? 2,5 единицы привезет. Владик, это что-то перепутал. Я об этом не знаю, я сразу сказал, что этот вопрос решить не смогу. Я смогу решить то, что я смогу, и я это сделал. Ребят, у друга джихад там построил в Турции, шарикатское государство, живет в халифате. Как там у друга? 2,5 единицы не закончились, потом тебя кинули, как лоха. Тебе единицу прислали, потому что ты лох, который свой народ продаешь. Малlar i 2,5 цу хадели дадели завод фабрика реллер яц ба дадели хадел дамадоли завод яц фабрика яц кда худа бахкус ах соно укар хади вожди элду ахмадизи мадяшта ама яшбат нохчич мялем гоуш яклачкин бойло мялду милин ну хиума еди 2,5 единиц но 2,5 просто уж бояти Kam kelkwas madiezi, a podstavite madiezi. Вот هر udugou, هر Suleimanu, هر nacha, et maschado, edel tsakwale, tuhul li anahmui, nochchi potchak, tsakwale, وين تابخيشو خلني لير، استيشيني بيتي ليتل، اتوتا، قول لاغرتن وي، دي ستوتي potchak قول لي هتشيخو، وين مارش ويزي خايش، وات اي بريشر وي تايتيا، وكار غودين سونا واستيخل هم ديني حار، هرش نا بروت. I potčak cekvalit vērtša, et nohčičua, šeik delusdeg nohčic juāšvatin behbin eršjuks gēčkos mjaldul āvara, tā nohči diskrītīri vatbina, غاسق شلوك دين أكيو غاسق شو حدا ديزك شو دين دولة وجي شون ثاني أول دنيا البديش كريو ديسكريتاتينا بيرد أوروبا بيرد سيم ميرم تحم وين ودي دو شون داج أرش يقصح يق جورناليستن حقش elektrik šubēk, strejitelj šubēk, škvertieši dok šbēldom cēr dog dādina, 2,5 dīns prospušmājāci, un za šo te tibie dajūt. Ium dādina, šo, hins, dava hins Dagistanču liel, un dāt šo dekaš dina, ani vidiet šo dekandīci dašlo, bēхдin delk amma hins doču lielčāna, šo astala šo čuliel hadāt. I pačalk cekvalit, mēldom din ets maskādu, noko lojin, sun mast vīhil, nohčik oman pačalkal mast vīhil, nicok, دو تورتي خيتنا واخوشنا is او ده ديزك دير او هاي قرد خيك دلوش دير بوش يقميلش ده يحتاج يتدقم دات يتي يو درجي هو غيرش هيستوريك وار هر ثاني عدن كرا وار بوليتولوج وار هرا وبوش شي ريكلام شي بشيات شاك ام دو حكاد يحكن باتشخن دو لوين اي يحكن دات تلقي يحتاج يترباز
يعتق تا نوخشي شو دير دلهم داتي نوخشي او بالا بوش وتقوات ابوسول تقدير بوسول تقل ميك شو دات شو دين دو حلق دق ادينو قام حيخ واش دات قام ديتشي انتون تا وقلاق ده هو سيري تسوي نرقصون شي تا كورتش دو دالير ريجيم شي بويتو اموروري احدود سود الحلقه ايش جويتش ورقص يخصون شيمكش جويتش ويت تسيري احدول لتاكيه خبي ميم ات اور هاي بول امش شون از نورمال خيتين تو جويتش بو هر دبل تاني شي تحت وقت تقو دبل تو اخوهل يقولوا قيمه تو دبل يتش وحبخش بوش مش الله يتشبو نو просто gersh dech nach bei dat sa вообще hinti okay normal khiet wat ist du went ja linik etit wan beli ras ke chutze berg ja hosh ist bu boch nit so melbol hat noch ja idee durch boros ist bu her wenig eti her no sa haji murdu hunda chenik sechal kan sa magar shwars hint etud normal khiet is bozol nach bush hinti просто bosh bol nach yo بقي كيجي نهبط واحد كان سويت شتان سوب شيء ويت ومويت هكون إنر ما نخيت عربو وسريت سوي شو إنر ما نخيت إيش تغوشي تخيت أم خير بوتش ويقام ديق أديق يوم زاد أشيل وين يحديق أم ديق أتار خسخيت لي وين قشدو ويلسا Балкарский кандидат из-за тоже штатов дуан мадуй ушин свайсан исан лагон шуца ich яшчега яшчерч шо конечно что бага бердах чукуш расстреливать беш ну вообще цунахтер штахум асам штабу абардик тут саба дела цента штебол бин метод юй хуш сага уй so duurt шала балкарч свон иш прими аз жялич театру шорха иш фидна чалда so duurt шала so балкарч цанда цанда делит Да, пользуясь случаем балкарскому народу тоже свои соболезнования хотелось искренне выразить за всех. Балкар сани бахбатов только 40% выселили, остальные оставили. Втрачается всех забрать. Искренние соболезнования там, карачаево-балкарцам. При этом все равно وين تعليل انك دويتها هي شرط paralel sen huyersa kadam baysa işte понимаю но все равно параллель что место хули плюс sen is мечту هم مجتو قام نشتات ما قادين اشتاش نورمال هدير اشتاش قشوين دنيا رواية غاسقش دنيا رزال اشتا اشتنا تكي позиция حلات والله يغنوا как بدهم دات بل مارشال دولسن как قوم قيتم بويتسون بل مارشال دول يخشكي от بلچانة там بل جيفتو Аналогии, yani listu kaçanı kıyafetlik ya da kıyet muhiyet neyini isterse on tane hayatı neyini istiyorsa sonra или просто вражда ицел страшно зрелище это полностью полностью разграбили все историческое, все богатства, скот, вот это все как обычно передали нашим соседям, короче. Вот я с такими соседями, братьями, врагов не нужно искать. Это сегодня живут, как ни в чем не бывало, нашего дома, на наших землях. Говорят, что мы Аллаха
Ради Аллаха, почему простить, короче, и все. Я помню, я смотрел, я искал, не было такого, ни на одном народе такого больше не совершено. خلف أمال برات ألف شنات شو حيا برات أول شتالش دوي وي برات باخر شنات خيتيا ما برات نو يس أني نام برات وي هم يحفظ وتديش دوي دائما دوي تا وين يحفظ دائما شنات يبطل أني بفوز ولس يس أني نيت دايت يتيا سكوت أني نيت دالي بجيلي تام يا ينو دابا نيشو نيت دالي بفوز ولس دو نيشو نيت دالي دائما ايش بيجري خل بدو все время таких братьев иметь. Видите, тоже как-то тяжело. Такими братьями жить. Вон лежи до ночи хил, но нам тоже нужен царь, брат, он что хочет, ой хил я та и согласен. Говорят они, ахи говорят. Ахишки, ахи мы, а не братья. Да, мы все мусульмане, нам нужно жить на земле, которую Аллах нам всем дал. Вся земля принадлежит Аллаху, так что мы вот здесь будем дальше жить. Это на воротах со сталинской бюстами там. Вот так дальше, короче, продолжаем. Бисмилля. Ну, это я о тех, кто так себя ведет, ублюдка. Jo, Sawai, Sadin, die Zwerchi, Sadin, der Erchi, Salmel, Jo, тут някакви, защото все страни хайшвец, وين صحيح هشتغل Erchi, وين نشتغل Erchi, وين إيمانا سجت إبراهيم أنت مسخادو حقيقي كوي شلوت أنت يحسون جينا غات مسخادو سبيرو أنت يحمسيت تزجينا سون هيد غدو يحكي تادوقت أندل تقوات أنت كيرر تودوي قميالدش توام بيش وكار ميالج أو بيحكي مسخادو هاد بيحكوا يرشي توام بيش تقواتري يوين شلو تويا قتو دقا وارد بس ندم سلداتم ربطو هال توام بيش تقواتري وقت أنت تقواتي просто так شاهدي تقول يا ناقوستن ناخ بوي قولي إموالنش يميلم قولي ما يريتون يمودي واتني يكود أخ إموالنش ميلمك إكروجيني لالج أخ كوكولتون يمو خوشني خوش تسويج ديان أهلر أخوتون إسلامسكي بوت ميلدك دات أتوني نبي أزوت دياشي قوان هابول ناخ بات داج أمريكا وحشيتو خسخيتش الخدوتي خاكسون شوية تويدل سون خير دول ظلم دنيا نو أتفر نو تدير دوي دي وات نيكود ودو دا اسمال يا جرتوه خلق مسخادو يقون هابول إناخ بوي تابش أودل تابش بوح بل إيش بوكسون А кто их подбирал? Маршал Душек Масарга, ветеран, Дейл Рейс Халрон, Баклюга, Соси лично из Масхаду. غويات ديل أخيت مش ديك والله خانك حاجة نخ موجز لي ветеран تيجي как раз تيجي том дабе в Масхаду Волчхана из Масхаду до президентский дворец Аушо Руслан шел баш воршисек социальных канал Волчхан цаних лин муса соял чагаргался гварца охране. Что не свонорчи, с момента. Что это барыш. Из президентский дворец чатал специально для президента Чеченской Республики хая кабинет, это дворец. Из магаси яхазм. Цигич изад авяққар, ерад авяққар, короче, цигич даду удалырыз. Цигич так эздох барт бен барт суиқи, ахоз барт бен барт суиқи. Саниз бывает салатуш, знит бывает перцу болит. Вы несколько дат, а так базачар, бейц бала бац.
عطرج مجيات داحي مبرج خنب مسنا خنب مسخان خنب نيكولاي خنب советский عدل دولشان خنب ياخ اوش خنب ويتدير خنب قشقة من نخ بوينيقي ويموت بوت ازبين دوت تدير واشتخو رازن تاتس مش اوراج بلي اورا بلي قش اوراج بلي نيسو يتران ديال رياس خلون سوريازو عدوش قملا سوريانوش بركل ديال رياس خلش مسنين خليفو إبراهيم مسور كوز دكة جنا بوز خوش في أمن دوغلاش قمالوش ديال رياس خلشان دال دق داغل سوريانوش مارش والله بعد الهيرز مسامح Луч света в темном царстве дуй. И алмигирдош, этцел, и киетам бош, на вастихил хумхилля. Байс, твам мух баквач газ, шхалхир дари, и бях да халхир дар. И шубахни, это бях ирку, это ят. Мялил кипер бяхина, газ, кяч бин, чуах, мялил бяхир, барт буха бина. Так удуго давай, суммахерион, махерион. Eller Süleyman över her miljön så Dagestan çulir ne udu govuş tane edde bakırt boşke yata yetşaş etzel nah bay abayten dat şu do nerş olacak dol diye şmadı şun sud bayu xiliş aslerim şu edde dak şu yo adam tsit ya atsun adam tsit aba taib şu nohçit dat Magomedem تعب imşiyet iyen ve pajiz de do cihad duel نوخشي يشتي دقوبة نوخشي يتوق يحكي برقية تنبش ذات تا أطهر شو دوي برتقل الأول إيشو برتقل وش ده شو مدو مال الأول ليل وش ده شو مدو يتشو شو مال الأشبايون توم سو مال القنال مال داير شو داكي ها نتكش ما بوشو قات إتا بوابيش دوكشو إتا خونا مكشو تج واتا وار أوخشك شيء يلا شيء دقوا بيتاتسويتي دوق والدتا وش أوخل بيتاتسويتي خير مي دلح شيء ناشي دوزل خير مي خل دلخ عسل وشو ووخ شو بور بشت شين تعذر دي دقولي شيء نبغات شيء دوزل شتاسين قتم خير بولي عش تانا تانك تلوان تواستو بخ ستيليات قات ستمت شير بوش دقو نخبون لدوش بون هما دوشن شوحقيتش بوشو بروستا حال إش دق بحتان قميال دي نقص فانك دات إش دوهن زح يتش بو نوكر هما دات يشن بات لدوش بوشو تردوي دا موز باتان هش در بعض عبو دي قيشر تا سيتواتي ابشيس لكل سيتواتي هما خيط له دات هوكير بيتش بوي ال اتخر دو دا مدعود اتخر ويلسو От Трампа lieks, tiem bija šo iniciatīvu i Trumpa lieks, vai tiem это прокомментировать их как Милош, так был сон бадыгейч, слишком сложновато запутано, это Милош. إبراهيم تمام جنسة دولار بوتين إسبيتشر بتشاش باي مكشتات كتورن دولار برامو شتعملوش ولا وين شنتا بوخ وشاش بوش بول إنجليز أو عكرين زوني عليكم السلام О Ливии и действиях НАТО в этой стране говорил на этой неделе российский премьер Владимир Путин. В рамках скандинавского турне он побывал в Дании и Швеции. И, надо сказать, шведов он удивил буквально на пороге резиденции монарха.
Ну, вот на этой фотографии два автомобиля. Тот, что вдалеке, Volvo S40. Это королевский. Причем Карл XV Густав приехал сам за рулем. На бронированном Mercedes Long прибыл Владимир Путин. Журналисты самых разных изданий, в том числе и российских, не смогли удержаться от сравнений. Но любопытно еще и то, что в Копенгагене и Стокгольме иностранная пресса задавала Владимиру Путину практически одни и те же вопросы. Например, о ситуации в Ливии. Говорили, не хотим убить Каддафи. Теперь некоторые официальные лица уже говорят, да, стремимся уничтожить Каддафи. А кто позволил это сделать? Что, разве был суд? Кто взял на себя это право казнить человека, какой бы он ни был? Говорили о закрытии неба. Ну хорошо. Ну где же закрытие неба, если бьют каждую ночь по дворцам, где проживает Каддафи? Не секрет, что у президента... Ничего себе, говорил правозащитник, халал отчим. Вот мягкий без сюда нахуй, представь, Да, хажа ищадек, сам, кажется, что просто так бомбить нехорошо. Кто давал право Богу казнить человека без суда, мегштатской? Fake имеется, искусственный интеллект имеется, видео имеется. 2011 год, видео, что, прям же даты там, и что, господи. Фейкиаты, баалту халгай ларишт. Не, богатырь, не может такого сказать. Самомет, да Осун Путин на Нобелевскую премию выдвигает, да, самомет мэри годом, да, Осун, я тебе шмаркош. Не может он за звукана, вообще дошло, где ж так было, что двигается вообще. Осмыряется факт свой Нобелевский премии, я чултяж. Абсолютно и Нобелевский премии, какой вообще вся ее ценность полностью выброшена на свалку после того, как Мурата ударили. Нет, тоже нету никакой ценности ООН прописано, было 2 статьи. Территориальная целостность государства как бы защищена международным законом, и право народов на самоопределение тоже указано в этом же уставе, в кодексе, там, как это называется. А как эти 2 статьи противоречат друг другу? Когда встает вопрос права самоопределения народа, тут же, короче, возникает вопрос о целостности государства, от которого отделиться хочет этот народ. И тут... В нашем случае ни та, ни другая нам не противоречит, потому что мы совок этот не разделили, не разрушили ни от кого. А так, да, то есть противоречие, ну просто нам вот таким боком. И вот кто сильный, если мы отделялись бы, допустим, входили в какую-нибудь там, я не знаю, там, в Албанию, там, какую-нибудь еще какую-то такую просто среднюю страну, мы бы легко отделились бы. Но отделиться от России там, или Китая, таких, которые имеют вес в мире, от них проблематично. И тогда он уже становится на их сторону, на сторону силы. Альберт, я вас удивлю, оказывается, нельзя было вооруженным путем вмешиваться в чужие страны. Вот сейчас послушайте. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Накануне в Бенгази был убит посол США в Ливии. Хотелось бы знать, знаете ли об этом теракте и
Каково ваше отношение? Конечно, знаю, и отношение может быть только одно. Мы осуждаем это преступление, приносим соболезнования семьям погибших. Убийство человека – это вообще страшное преступление, но в данном случае речь идет об убийстве дипломатов, людей, которые защищены международными конвенциями, жизнь и здоровье которых защищается международным правом. И если кто-то этого не признает, то значит эти люди вообще ставят себя не только вне рамок закона, но и вне рамок современной цивилизации. В последние годы у нас много противоречий с нашими американскими партнерами именно по способам решения проблем в горячих точках. Мы разделяем принципы демократии, свободы и согласны с тем, что во многих регионах мира достаточно режимов, которые не соответствуют этим стандартам. Разница в наших подходах с нашими американскими партнерами в том, что мы считаем, что проблемы подобного рода должны решаться в ходе тяжелых, но все-таки мирных переговоров и приводить к позитивным результатам, нацеленным на длительную перспективу. К таким, которые обеспечили бы и позитивное развитие этих стран, и безопасное существование представителей всех конфессий, религиозных групп, национальных групп в этих странах. Это сложная, кропотливая работа, требующая терпения и профессионализма. И мы не поддерживаем никакие вооруженные группы, которые пытаются решать внутриполитические проблемы вооруженным путем. Потому что нам, как правило, непонятны конечные цели этих людей. У нас всегда вызывает чувство тревоги, что, поддерживая эти вооруженные группы, мы можем завести ситуацию в абсолютный тупик. Мы не знаем конечные цели этих борцов за свободу. Мы боимся, что регион может погрузиться в хаос, что, собственно говоря, и происходит. И в этой связи хотел бы обратить внимание руководителей новых правительств, руководителей государств, в которых произошли серьезные изменения. Они тоже не должны забывать о своей собственной ответственности за то, что происходит на их территориях. Наконец, все мы должны с особым вниманием и очень бережно относиться к религиозным чувствам. Причем к религиозным чувствам на людей, принадлежащим к самым разным конфессиям. Это касается и тех, кто считает себя сторонниками ислама, и христиан, и всех других представителей всех других конфессий. Потому что если государство своевременно и жестко не реагирует на провокации, направленные против религиозных чувств людей, то тогда обиженные, оскорбленные, униженные люди, они сами начинают защищать свои взгляды и интересы, и подчас это приобретает совершенно неприемлемые формы, и действуют они неприемлемыми методами. Ну и, наконец, я очень рассчитываю на то, что эта трагедия, это, безусловно, трагедия, которая затрагивает всех нас. Я хочу это подчеркнуть, потому что мы с нашими западными партнерами, в том числе и с партнерами из США, мы совместно ведем борьбу с терроризмом и экстремизмом. Очень рассчитываю на то, что вот эта трагедия подтолкнет нас всех вместе к интенсификации совместной, я хочу это подчеркнуть, совместной работы. Молодец. 12 года. Бачаев. Чувствуешь на 65. 12 года. Бачаев, Латвиш. Мил Латвии. Бачаев, Зелимхан, Лукикевич. Бачаев, Зелимхан. Вашвор. Вистал. Да, решаю. Вистал. На всякий, чтобы микрофон был включен, что... Все. Отлично. И
to создать arşa sırada условий. Иду из арşa долдуне аккуратно, технично обыграть им на борьбе с неким международным исламским терроризмом, который русский. На вот этом фоне, я считаю, разыграть, мне кажется, это в образе спасателя, в качестве спасателя всего мира, террорист, и все Путин, смотрите, как он террористов там. И его удачно разыграть. На этом тоже как бы надо отдать должное, вот это чекашное, чекистское, потом впоследствии Гобняковое, ФСБшное, вот их наследие, все вот это, оно надо отдать должное со всеми своими там, я не знаю, ляпами, со всеми там неточностями, со всеми там рязанскими сахарами, да, которые пришлось засекречивать, все равно в целом очень даже неплохо сыграли. И сегодня продолжают тоже неплохо в том же духе. Просто с Трампа Лилу вот тоже непонятно до конца. Потому что там тоже, короче, своего рода такие может быть включена. Такие его чела. Из-за инстауи челу реакцию. Чего вариант? У тебя свой хагушек. Либо такие юз, либо от Америку оплатиться бирдух. Распашиваю. Теперь по-русски лаузален зачем? Кровью приходится отхаркивать. Любая помощь русским или помощь русским. Сейчас зараз Трамп лилошам до сега, но Китай моей там, что Россия мы ездит, слабо Россия мы ездит там, те ресурсы, тега хохолиш мандай там, так Китай материал там больше, Европе авоирзан, Трампа мела налево мухол авон дайвер штат, иш го соне сортига. Но Трамп полил, что газ кашена агду, но Китай через хребаты там, иш трется, вылечился. Да, Китай ситуация вообще. У Китая все нормально. У них они процветающее государство. Они смогли все вот это усвоить, там, вырваться экономически на неплохие позиции. Им зачем это русское болото? Им нужно в ногу с цивилизованным миром. Аккуратно, значит. Пристроиться, набавь воли, доктор. Так и так весь цивилизованный мир, все вот это производство, оно у всех в Китае находится. Там в большинстве своем, да, все производит Китай. Так, это взаимовыгодно. Как и цивилизованному миру выгодно, так и Китаю. Русня там вообще где-то ходит просто везде, и тем всем гадит. Вот в такой вот роли. Просто вот Зеленский, что он стига, как бы хилками еще за, если это по-настоящему, да, искренне было, то чего вообще доел положение? Ну? Вот Америка. Америка другие законы, другие народы. Там вооружение у них, у каждого вооруженные люди. Восстанут, все, у него конец будет.
Думаете, они тут глупые, что ли? Ну, Конгресс, это сенатор, шим дош олшбу. Американ чинзи мобо, чо бубохта, вадагал, бубохта, чо и юмш блёслеш. Халга барбош, танау дат бо. Ишчабо, хабяхкум вахта асха чо. Но признатам за доцаре Украин телета олтар, алам Трамс байса. Ухал сенатор саба. Трампо ба Украин телета асха. Ist قسم شبته نایم شلوخ اتش حلقة بربوي أمريكانش كريم حياق جنا بربويش تكشتو تانو دات باختار هين كباك انت الجي خيسو دوش ما دات باغ إمنت أمغلات كونكريتنا ست صباح يو غرانتي صلاة اشتوش تالي خينا قويتو دوب ويلس هو أكيد إيش يرمي لنا تتناخ يوتناعت ديرجلو تليل ده ناخبل ناعت دولي الدرشت ولي ده إيش دو إيش بدينا شوات عاد رأيل هما يول مهتجي سيرت أدخل دولي الده هيوق مهتجلي ده سيرجر هدول هدول خان إن سموخل داریم که علت شگوه چه تفريل شول و تبیخ که مهتیزت ووشی تمام برب شو که ایلک سایش چی کروچ ساشت دارونا تفريل شو تر اوی شوک تنیت بوق какой-то в каких-то рамках это مثلا küglotich чисто küglotich габуй брать слушкой да тфрейл шук соблюдать я шумат Ишти хун дайс от вайс абсолютно там инфакюглатич хальчтер хун аушат осарду хун юглатич ятана короче хостам саума бэлэн хакюга чака бэхтэн хугаза уайтэн ишт хакюг вахтюан ишт ху удат салубой такилуэт вообще тадаел тухаюк таюк мэхтэглиел та цундэл сердце ишта тем более легкую территорию там вооружение имеется в виду ядерное уж там тухая как сердце с другой с одной стороны там лоустель что-то был ну насколько короче лило что с Америки был реально даже это вот этот вопрос нагасан Сега хамаг картинки иштхилла, чего ищ картинку, это Руссия никогда не простит за дружбу с собой, ну или как бы за безнаказуемость, за поощрение вот этой своей деятельности. И уже не к добру это в итоге закончится все. Нагасан из него читаю. حد يشتك سنة نزه بيش خلاه я уже серьезно космоч будешь да и что короче положение выходить Индвайн чокисенал химический он шат шнал мацелица in Украине чок хушится нет химический он А теперь наалден мадей, дальше больше хармадей, берешь мадоли диненче передаваться здесь. Самкшорш. Так, войн гурду датым саасмат ак наал бер букоштой току. Войн ницк батер интернет чатер водагать войн. In Украине чукоштанги насон сад. О последствия шребош, ючва качабашиш. А войн хаэ, войн тахиш холе. Диненче самкш берешь да окдик хол. Relations. Мало прям запрещенно, он шок-то, правил соблюдать, я считаю, лекционал, любой подлость на ура доктора.
Но эти алаудиновцы, эллагдуй, из-за нормального движения, ну, за это, короче, ему можно даже кое-что там будет в дальнейшем там. Но не сказать, что простить, а смягчить какие-то обстоятельства. Европа, короче, да, когда сюда мудут, элак, это хорошо, точно. И по Мы будем 2 миллиона человек, и, короче, на Европу тоже пойдем. Не остановимся. Да. Нет, до 2 миллионов армию поднять и на Польшу, Европу. Да, но он-то сам как бы, Алаудинов там полностью как бы на бутылке у них. О Хинцалц, Осмартенчу, да, он себя авин мауицерис в заточении. Абу Хамза батальон за Россию горят. Под домашним арестом Лахтин мауицерис. А сейчас они его привели в Первый канал, во все каналы, посадили туда Шевченко, Парфаханова, вот этих халифатчиков, там, войска Иисуса, их убрали в данное время пока на второй план. В мирное время они призывали к войску Иисуса, а теперь резко такую рокировочку этого привели, посадили на первый план, чтобы вот эту ненависть античеченскую в умах мировой общественности закрепить. И Сучуха, но он, видимо, взболтнул, как вот этот Жириновский, что у пьяного что у трезвого на уме, у пьяного на языке дух. Вот точно так он раз сел, где-то выболтнул это, видимо, русскую, скажем так, их планы, да, высказал. И сейчас эта паника поэтому пошла. Выстало, аргентинская мука чуть потяжелее оказалась. Не, это специально, это, как это Ходорковский говорил. Не помню, что ли? Молитесь. Да. Кадыров просит бомбить Украину. Вот так, на чеченцев все свалит. Сейчас этот, как его, Алаудинов, Лаптин просит 2 миллиона армию, чтобы захватить Европу. Да, но он просто конечно, он говорящая голова, да, повторюсь, чтобы всему миру вот так вот через этого русского или подрусского, через него, чтобы против всех чеченцев вот эту ненависть зародить, да, укрепить там в умах там всей мировой общественности. Но при всем при этом, то, что он высказал, да, вот эти планы русских 2 миллиона собрать, там, они же разговаривают, там, за кулисья надо Европу брать. Сейчас Украину возьмем, потом Европу додавим за 5 секунд, типа. И вот эти планы он высказал, и это наоборот, как бы в связи с этим Европа еще большую поддержку сейчас готова оказать Украине. То есть это как бы наоборот негативно для Русни обернулось. Они хотели чеченцев перед всем миром через этого, повторяюсь, подрусского пехотинца, через него как бы против чеченцев всех настроить. А получилось как-то, как часто это бывает у русских, не по плану все пошло. Аллаудинов, дешнаш ишт весом до Соловьев, Гуралев, Критер, говорящие головы, там же говорят про все это. Аллаудинов салак это что весом до цигадег. Вукарама дойти сома цапецена. Алаудинов представляет русскую военщину. Даже Милуис
Куржагетовича на второй план уже не видно. Вы видели в последнее время Куржагетовича? Вообще Куржагетович на пенсию ушел. Уже Монголию. официально ушел? Нет, не ушел, он работает. Ну, Гойшун, они Куржагета всех потихоньку на задний план, а на передний план этих, которые на бутылках сидят. Винца на бутылках мабуешь, а винцалс заточение под домашним арестом. Ну, эсенс видео Гойшун, все. Пока диска. Чтобы не забывали. Чтобы полная конфискация всего имущества, короче, полная на ноль навалена. Диска пока, я сейчас. Им лаптему 90-х годах дунали вербовать в Лиршор. قسم أقوم ملوار وأبو حمزة زابي الشمس خزت لناتن Olds our no dog there. Undela tahan zapa do ta anisu yachun. Jetzt zapa do yina yachun nisu as юхаба противостояние Запада и России со на 100% на стороне России. А когда ты не был на стороне России? Да, этот вопрос прям кстати тут. Что ты делал против России, Баграча? Тут Эрдоган заявил, свежая новость. Читать? И говорит только, что он Абу Хамзу назначил военным министром или руководителем, как их там. Смотри, цитирую это Эрдогана. Если США выйдет из НАТО, Турция способна закрыть все потребности НАТО. Дальше. Также мы убеждены, что Турция должна стать членом ЕС. Мы станем гарантом мира и продолжим всестороннюю поддержку Украины. Абу Хамз возглавит какой-нибудь легион миротворческий. А после чего он сделал заявление? После чего сделал заявление, знаешь? Американский Сенат объявил, чтобы отделить от Евросоюза Турцию. Да, он к Ближнему Востоку хочет их приписать, да. Не, он говорит, это Турция не Европа, а Ближний Восток. Он предлагает их географически приписать туда. Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. Сегодня 8 октября 2019 года. Как вы видите, я жив, здоров, никем не убит, не посажен, не расстрелян. Хотя за последние 17 лет, конечно, абсолютно ничему не удивляться не приходится. И моим друзьям тоже не приходится ничему удивляться, потому что за эти 17 лет меня много раз сажали, расстреливали, я не знаю, что только со мной не делали. Стоило мне не показаться буквально 2 недели, как говорится, на телевидении или в какой-то передаче, и автоматически в адрес меня начинали, как говорится, сочинять разного рода басни. Сегодня я хочу сказать такую вещь. Я знаю, что журналисты сами по себе, журналистская деятельность, она очень полезна. Но есть в категории среди журналистов такие люди, которые не имеют ни совести, ни чести, абсолютно ничего человеческого. По сути своей, эти люди, они пишут любую гадость, абсолютно не думая ни о чем, могут написать все, что угодно, а потом, как говорится, даже не дать опровержения этому. Я хочу сказать, что журналистов, которые в адрес меня вот эту гадость написали, я буду искать, я буду с вами судиться, я вас буду наказывать, как говорится, по совести, по чести. И я думаю, что вы получите по заслугам. Потому что я никогда не был предателем, и никогда в своей жизни, ни за какие блага этого мира, конечно, никогда в жизни я не повернулся бы, как говорится, спиной ни к Рамзану Ахматовичу Кадырову, ни к пути Ахмата Джи Кадырова. Я как был, так и остаюсь членом команды Кадырова. Никто меня с работы не увольнял, никто меня никуда не сажал.
И поэтому я хочу сказать, для тех, кто за меня реально болеет душой, я хочу им сказать, что у меня все нормально, все хорошо, ребята. Я вам уже говорил, как говорится, я вас приглашаю в гости, приезжайте, я вас жду всех. А тех, кто хочет, чтобы у меня что-то было плохо, тем говорю, извините, не получилось так, как вы этого хотели. Поэтому я завершить могу эту передачу только словами Ахмад Сила, Аллаху Акбар. То есть, если кто-то даже хочет с этим не согласиться, пусть придет и попробует сделать это передо мной. А я вам объясню, что такое Ахмад и почему это сила. И я вам скажу еще раз, повторяюсь, Ахмад Сила, Аллаху Акбар. Вот этот период, он под домашним арестом. Просто вот это видео, уже когда там суета пошла, пришлось выпустить ролик. Сухая полностью. Там тут происходит что-то, и он уже не поднимилось попадает в узкую. И вот так вот он просидел там. А потом его вытащили из этого бункера. Там, вот сейчас Навильман Мехтегиевич, Чурхала Вехкин, и потом телевизор сразу посадили на Первый канал. И, к сожалению, Украина это подхватывает, и вот так дальше начинают распространять. Сделали из вот этого. Еще рисуют даже рядом сидящим русским бутылки, хотя на самом деле это абсолютно не так. На самом деле там фотка вот такая. Подмены, понятно, да? Да, на самом деле русские все там всех на бутылке пересажали, грубо говоря, и заставляют говорить полностью то, что им приемлемо, и то, что там как бы пугая, он Кадырова сажают, он грозится там Америку в позу поставить, других специально устами чеченцев, чтобы вот этот создать негативный образ. Как будто у него есть ядерное оружие, грозится ядерным оружием. Да, да. Потом Илларионов подыгрывает этому, Путин бедный, там, типа Кадыров его играется с ним. Кадыров, который там чуть, я не знаю, от страха не закончился, когда туда Путин поехал, вообще не в понятках, что же теперь он хочет сделать, там, Путин, когда приехал. Илларионов это преподносит в таком образе для Запада, как бы сюда перекинулся на Запад, и здесь Западу делает вот этот тафсиры, да? То есть пояснение, что там происходит. И точно тем же занимается и Ходорковский, ублюдок. Вот такие вот дела, вот так вот совместно, аккуратно используют вот эту карту и обесчеловечивают полностью. То есть это еще дополнительная подготовка к чему-то, что интересный человек. Должно в итоге. Правда, Кадыров? Интересный человек, правда, Кадыров? Человек очень умный, очень решительный и глубокий. Да, он совершенно не поверхностный, как его многие пытаются представить. Безусловно, он имеет патриотические чувства относительно своего народа чеченского, воевал, проливал за него кровь. Да. Очень опасный для моей страны, но думаю, что это человек, который очень убежденный и действует так, как он считает правильно. Америка ведет политику против России, против руководства государства. Они знают, что я один из тех, который готов отдать жизнь за Россию, и что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится. You regard the United States as an enemy of your country? Америка не такая сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. У нас сильное государство, ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушит, автоматически наши ядерные ракеты полетят там. И весь мир мы перевернем, знаешь, рака поставим. Да, так, в нужный момент. Путин приказал подготовить к запуску ядерные ракеты. Кадыров требует бомбить украинские города. Люди, выходите на улицу.
Ну или молитесь. Лапти тоже требует. А сегодня мы с вами являемся войском Иисуса, алейхиссалям. А сегодня мы с вами являемся войском Иисуса, алейхиссалям. А сегодня мы с вами являемся войском Иисуса, алейхиссалям. А сегодня войско Иисуса, алейхиссалям. С которым уже Абу Хамза тоже должен уже полностью слиться в экстазе и воевать против Запада, строя базы Аллаха. База НАТО, Путин сказал ку-ку, а вот база Аллаха он дозволяет строить, наш халиф. На другом эфире вот собеседник Лазарь Филипп, не знаю, он пришел к нам или нет, там, как я мог цивилизованно объяснил, вот он там хотел сказать, что бедные русские страдают больше всех. Вот это басня, короче, меня уже бесит вот это. У них то Сталин виноват, то Ельцин, то Путин. Ну, русские вообще нигде, никогда не бедные. Вот их нужно жалеть, нужно понять и простить. Они не виноваты никогда. Я вам, русские, дам такой совет хороший. Вот если вы не хотите вот так страдать, бедные, откажитесь от вот этой имперскости. Вот смотреть свысока на другие народы и устанавливать там вот свою вот эту, не знаю, вонючую русскую культуру, сажали на свабры, бутылки. Короче, вот этот ваш русский мир через принуждение, вот такие, как Захаров говорит, влияние. Мы слышали, что у вас есть влияние на них. Вот Захарова должна была сразу показать, что за влияние они имеют на тех, кто не согласны вот с этим русским миром. Западу вот это тоже показать. Вот мы так влияем на них. Ну просто уже воняет от вас душно. И вот от ваших братушек вот эта идеология еще завезенная вами же, переведенная на русский язык, на ваш лад, на как вы хотите. Потом оказывается, что там никаких таких слов нет, которые Курил туда вписывал. Смягчая вот это тоже, ту же самую вонючую, грязную имперскую идеологию, прикрывшийся там каким-то божественным, типа прямо спущенной от Бога в эту книгу. Оказывается, эта книга написана 100 лет назад, только в Каире, в 1924 году, 1924. Никакого целого Корана нету. Люди не знали, что это значит мусульман, только вот 200-250 лет назад говорили, вот, магометяне. Сейчас какие-то мусульмане, российская умма еще появилась, кроме мусульманской, отдельная, квадратная, где восхваляют якобы героев чеченского народа, которые... Российская умма появилась назад. 300 лет назад Екатерина российскую уму сделала. Башкирии, Татарии, потом сюда перешла дальше. Это как будто преподносит всему миру, что вот видите, мы еле-еле тут держим, а сами вот строят эти базы Аллаха, 1500 штук мы построили. Моллы ездят на российские вот эти бюджетные деньги на работу, зарплату им платят, потом говорит, вот видите, на какую идеологию они сели. Мы их тут держим, мочим, как можем, в сортирах мочим. Вот, но если мы не удержим, они потом у вас там халифаты построят. Просто представьте абсурд. Просто лохищи нахуй. Из нас сделали лохов отпущения.
Потом папа там сядет, скажет, папа римский вот этот, да будет ускорена его кончина тоже, ублюдок хренов. Про мой народ там сидит из Ватикана, ну, как видишь, виднее. Под русской шныр тоже. Поэтому Бог Он Бучу увидел из Ватикана. Он Бучу увидел из Ватикана чеченцев, которые как жестоко убивают украинцев. Прямо из Ватикана посмотрел и увидел, какой жестокий чеченский, там бурятский просто так добавили, чтобы отдельно не сказать это, чтобы в глаза не бросалось. А по факту там ни одного чеченца не было. Даже если там были, это ваши русские подголовные войска. Почему именно вот ударение на это ставится, подумайте. Потом этот Апти Алудинов, тоже шныр под русское, который сама вот официально говорила, любого будем сажать, кто недоволен, будем подбрасывать наркотики, все что угодно, оружие и, короче, отправлять в русские вот этой концлагеря ИК, где вот швабрами вот профилактики делают тех, кто недоволен русским миром. Потом этот сидит ядерным оружием, угрожает клоун, как будто у него есть ядерное оружие. Потом эти придурки наши будулаки, сидя там где-то стоят чеченскому народу, шарикат говорят, что противостояние Запада и России, мы на 100% на стороне России. Короче, целасон, هنتي صحيح شو يطلع عوضة بطيء نوخش يطلع عوضة مباشر الله أخي إدلي يبايمشي بوشي شيء كومديس بولش يعني سناخي جاي هبل ده ولا ليلي زي أمو ما تو ولا ليش أمشي ده مريضات وجه بلان يبغى شو جه ناقو يهو ублюдок. Заблокировать, понимаешь? Мила? Ублюдок, яйца заблокировать, понимаешь? Когда не заходил. Ублюдок с ЧДП, Люка, яйца ублюдок, фалахил мои с ЧДП, чувак. عندي проблемы. Выстхулюха ублюдок с ЧДП. Ублюдки тоже не мешают. Ну, короче, сухвало я это Аркам, да, тебе. Аршеде меридой полностью, уже план гушу, а эти батты. Унизит бин, аскабит бин, ардар бин, иван швац, цоган камирата, это цаусин. Прямо сходу, и в ночь комнаты дечк дахнул, хабез ваш мабуяш. Это хан цоган муэцон. Что еще шарипач, бурипач, чеши, что весь мир от нас еще раз отвернется. И нас снова будут мочить сапиров. Террористы, чеченцы, которые хотят построить шариатское государство, исламское государство, ИГИЛ 2.0. Как говорил вот этот шныр, который нам шарикат строит, а у себя гей-клубы, публичные дома строит, вот этот Сосветлинский. В 2.0, ИГИЛ 2.0 хочет построить, придя... Ублюдок, шуйте, выставите. Вам слово, ублюдок. Арвеле уже. Я веду до конца нормальская языка. Хочу, я понимаю, дискутировать, هم алгачвал. Ну это запойт, деш наш язык, ну что чуен. По жизни, поэтому телевизор театр, это по жизни. Да, ветеран, мяч так мовой, он такой же свободный человек, как и мы. Как он себя чувствует, так он себя и назвал. Малыш критиковать. Если он себя чувствует ублюдком, пожалуйста, в его проблеме. Мы не можем ему противоречить. Я ему не отказываю в таком. Да, пожалуйста, ублюдок, окей, Nálunk a múlnél is, de vagyis, tehát múlnél is, hokká is tulsz, ukana is tulsz, أعمال توشاب هو ديسكريتير شوي دوم نو زاتش هو تاكلك بياخ بوغرتن هو بياخ مشتيل شوش باس
وجه ما هو بيخ ورتا بيخ مثلاي أبروس هاي بيخ اللي أقولش وجه بيخ مثلاي تياق ناخي تياق تولش نخ شبوب وخش مولي تيولي هر كدر ور أبو حمزة هرش да, ночью, но это самые худшие представители нашего общества, которые предали народ и на этом предательстве пришли к власти. И они на этом не остановятся и не останавливаются. Они и дальше будут так, и по-другому они не могут уже. Ночью будешь, только ночью будет. Иду к Велесу. Ветеран, наверное, человек сегодня утром проснулся, посмотрел в зеркало и увидел там отражение, и воскликнул: какой же ублюдок. И весь день, наверное, входит вот в таком настроении ублюдочном. И Цундера ублюдок, а он зашел, назвался таким образом, как он себя отождествляет. Оли, Цундер, мерш тагум, что мерш надо. Даем ему свободу называться, как он хочет. Трудно, но цель, иншаллах, это есть цель, значит, построить исламское государство. Потому что это только спасет нас. Наша конституция – это Коран. Был противником введения шариатского управления. И вот глава администрации Чечни отмечает год своего правления. За это время в республике появилась дешевая водка под названием «Кадыров». И шариат не алдует, и что хочешь. Sunca закономерность, что духа, и что холдие, что духа босолдей. И высказаться, ублюдку, дикверца, конкретно, что ему... Милуцава. Что ему не нравится, что он... Еврея. Ну, примерно. Это подонок раньше с нами был, на нашей стороне. И ухчать, что ахиллолуется, ситуация, представитель русского мира. Цуна хухиллар, хочу пригласить, ты веришь? Вот чувери, где-то минут 10-15 он сидел здесь, ушел потом. Ночью Я просто хотел у него там спросить, уже время поджимало. Я говорил этого халифу, этого Милориза, Дон Ахчи, разговор остановить. Он, допустим, цанах бьешь с хулком. Я масто хули, ну ца масто ука. Но хай масто ура الحبيت بوش وهاليش المداتي. إت масто شون حلا حتا وانا شكواليش مو. هو كان أبوستيت ده مجهو ومجنوش. سبستيات اللي فيجور شياتر شون داش. يقبلوا دكي ما عندهم شنو إتكوارتشوا عشان دوش يتسم قرقيات. بور. نو كان وين تعام كاش. كروين تقعد يقبلوا دك هاريز بوش وتقعد صغير شو ودي دني بخاوين. إنسان إسيومكش جوي شوركسون سريت. قوكسون إنت بوصل نخبوش. قد صغير شنو إنت. أده بحكش بول نخبات أري هتيجي هرش يحش بويش بوكسي. بروست بين نخبات. أخو مش ألويت وألويت والله مين والله قايم بيك قابلت بوصل بين ألويت ويقصلويت والله ما بيك قابل إيش. بوصلنا يتيوق قايم بيك قالوا بوصل بوبو بوصلنا لك يحبي ده بدأ تسلويت سلويت بو بوصل ده إيش ده هو شيء ده مش بيش بيحكموش نخبات بقى نخبوت يقام قاقوش مسمى وجه حوش يعتا إيش مش حاجات لوسه وده تا يعني أكل شيء إيش تحاج لوسه تا أكل توج تجوا لا هكون تا ودوس أست ودوره وبيوات نخدات إيش هر نخبوكش أبو حمزة بوش أبو حمزة ما بوش يجي خد هر إيش تمش ببيز هذا ديت بوش وين بروت تمش سبيز ومرش ويأكل مرش عادي يزلول خوش ساقيت هذا بوش تيات وصل ناخية
شافيت بوش وقت وبلو كان يزود بوش وده التشين إسرائيل يوم شيء شافيت بوش جمع جواها وقت شو كير شو هذا جمع جواها И поит бочвел, а что он? Гошвел уже. Вон юковен, войцане, дик. Лёган дик войцане. أنا شو تقوات إيش نيزبن دو لخر قامتش قاتشي ني تلك غاز قامتش بتشاكي واتشي ملش قامي واتشي نيل هور داتسن هندات شيء يبيت بوتشم قوش داكر دوتو داس دانس تكتسوين كتبيريح داس دانس يبقى هي جيار باي ساتسوم ديسن خير درتو شي داس دانس أولك حملوتي قيتش وتلات شي دان ديز ليتر داس دانس أولك حملوت دير لوتك شي داس دانس يوتك دواش خيتو ما كيسكا هيك هي تحصلت تسوق كيسكا هيك كتير تقوغيتش داخل يحتكر وكتير اللي شيء قاعد تسخل خير دوت أنا أكون حيهم بخوين اسمعني 5-10% es قوم يقياسا progressivni часть يقول es قوم بالابو شو مادو شو لكمتي إردوكو إتو общество народ أواج مالك يحتسبل دوي لكمتي دايرش جاودات دوك بيش بليات يوش بيز بليات خلقا نت بيش شق بالغيرشو تاويق بليات es خلقا بيدا ناوش تابوال بيش نالوك دالوش دوك بيش بيز بليات كويرش دات es peruos ehi ukom شيء قاهوك سا مالر بنزين يوت سلير كيوتشي peruos دبا بيش مو بحالبو جارش لا ليت دي قاهوك تيار سينغ تبخل تيار أهوش داش جيم داك لا تاتلوش داش بلياتي تاتلوش دوي دارم خطيات دويت حالبو لك انت بات وعليك انت يجي سيرت يحتي قاهي قد يحتى بس بات بركتي تنايات كان بات بلياتي تاتلا بلياتي يحتي وول إيش ده بخوانو يحتاج فين دكر يا تخطى درسا دو غاسقي 300 شرع قد تترمي معيني منقولش هربوت هرتاني اتخن عتير هوري ليجي خلا بيوتر تريتي وانتو كلا أربعة تنبوها معيني إيش دون شوف تساوي وشوال تنودك православные религии Владимир Волчин 998 года хотя я бахтери православные религии таген элдицем хатшу но монголы они религия чубанук я чхла бац они не мешали что ёл религию используют её чхлацер ну потом они поняли через религию раз управлять и потом эта церковь хокерская церковь она была освобождена от налогов она была помощником религии. Классская церковь монголш, наоборот, водяшел. Александр Невский, что даже восстание подавлять, тоже они церковь поддерживали. Что кстати, сажем по гендер хумсунаца, что хочешь. صار جيم خيتسندو إيوان تريتس كلا دقة 300 شراعينا بوتر جيم وعبة زشي صفر أوصل صعينا Но то время, 1472 год, и 1480 год, разные люди, что царь. Но хал-хала интернет, что ли, ويتسع أولر 300 شرعتان بغاين بويش تاقيتنا تتاش بصل بخلي لتسخلوش. По-разному. Какая-то группа уже были мусульмане, какая-то группа татар были еще язычники. Там по-разному. Принято говорить татаро-монголы, но на самом деле это огромное количество разных тюркоязычных народов, которые в зависимости от региона садились и там брали дань. Вот так. Как выходит где-то 500 с хвостиком или 600 байханятку, что говорят, халболь, и что и? Да, приблизительно. Но они не только на Руси, они и Китай брали, они туда, вплоть до Венгрии дошли, и много где были. Да, самгазки, бога, это когда халболь 500 хвостиком. هو قاردو چون قد يحشى
Они говорят, что Русь перестала платить дань Орде, но Орда она потом распалась. 1480 год. В школе Ахдюш стояли на реке Угре 480 год. И хан Ахмета. Ну, после этого Золотая Орда распалась. После этого раз платили дань Крымских ханства. И вот, вплоть до Петра платили, можно сказать, вплоть до Петра, да, ну, Шхелбукуш. Ну, Крымские ханы. Екатерины. Вплоть до Екатерины платили. Ну, при Екатерине они захватили 1780 какой-то год Крымских ханства. Хаяк не царь. Вот, и, ну, Петр очень хасуница, точно он садит сунаху дат, но его садуешь, хездуй, вот, опираясь, вот, ящик дат, ишь хасу, кегендал. Иван Третий с хаякан бог царь. الصبح خايشن وحلحل ويتاع إيش ديش دري دات قيتشو تاما يوتشنا إيش لاتن وما دات ويدر دو حل دوي أتصل إيش عينا أتصل دقبل بوش بوي هقلا بيدات بوش داق جهارس مول نيكا قداولي دات داق سندير استدور دقا دال مولا دوي داي تيش دو سيرنو ليف دوي داي أعلى ويش تلاحظ سيرنو проблемات إيه ما يتصير هذا ولدي دات حلقة ديسا قطشاحين ديسا 2011 году Монголия ваган варсу. Сега, амяде чашай монголовский деги мышлич. Хадич отсюда. Пока мусульманство не приняли, у нас все нормально было. Как мы приняли, то татары, башкирии, это Орда приняла мусульманство, начала, у нас развалилась империя. Мы ушли назад. أصبحت حالس مروكي وانشنا صندحر جنير دقاليس دحر جنس جيزنا عايشانا أبو بكرنا عمرنا ليش تقشتر تيحوشتات تقابل الله هو أتيل شادي تيالس تدعوال بوتوسي كون تبويز شمر بيخم شرخايا واش ديش وي مرة كانت وي داق إشت الدين دولشها إشترس كل خلق إنسان إغزوان ورقتار استجن دعال شما دين غدات نوستينا تعوبو خل خربوتان اشترس كل خلق تجا دق عليوي شورس كل خلق بصل دين عدليا دول قصرازو вылезу. Ну, Марокко и полностью Северная Африка, Жарбой Бац. Это берберские племена, которые были завоеваны арабами и арабизированы. У них забрали язык, культуру, одежду, еду, все перешло на арабский стиль. Какие-то из них это помнят и на этой почве их ненавидят. Цанна гава бейк багатига берберский мот бюч, цар арабский бюч, французский бюч, иштиметна шхацан, а шей берберский нага. Берберский мот вымирает практически вот 20-15 лет и все. Больше не будет людей, кто на нем говорит. Эти Алжирии декас додухчена, там где-то 15% бар, и местный мот бюч бешбуй, уже там 80% арбой муатбюч, где-то 15 коч, и местный муатбюч, беш ахвишца разные. Короче, местный муат набел барктига, все уже. После Северной Африки ца народ исан кибиры. Это чистый автохтонный североафриканский народ, в основном светлые, голубоглазые. Вот когда они закончатся, все, полностью эта культура исчезнет. И Ливия дек идон, Тунисия дек идон, Алжир. Короче, и камнаш долчу, дадо лакыш, там 85-90% арабы все уже. И арабский матбич, дадо камнаш. Хотя никакого отношения 1500, ну, кейсохули, они 1500 лет назад, там арбуец ульол веллават. Представьте, из ногчич вахду, просто войнук, я цанах сопротивлять, я шпует суман. Им гуш, и меч хочет гуш. Войдукуш, ах, какая масса был, ногчи датца, олвен, войдера, атчи, ногчи истории, ногчи культура, ларам, бяш, защат, яш.
волтек нохчи ватсбокс, волтек это он выдает шагут вакшуксу. Шац энуоци. دعلوت يا دعبير باتسبوك بقداتشن باكستان دق أم دشن إمروك شويقعش بايسم دقيق أم نشتشن دعبير بشن دعباغا بخسر متنش دعبوخش بو دعبوخ قربو ودعلوت يما يزر تاق وين وقتا وجه يجيق بيلا ما بو يونسكو دي دعبو مثل الشنادين كراسني كنيجي دعبوق سندع ويلسا Еще их всех завоевали, потому что цели между собой парцахально. Они за друг друга не заступались, они друг друга дали завоевывать, так споры между собой были. На этой почве их получилось завоевать. И это со всеми народами, со всеми. Парцахули, если люди делятся и друг за друга не стоят, любая нация исчезает. Это опыт. Мы дожили до времен, когда есть быстрая возможность обмениваться информацией, видео, интернет, все, что хочешь. А есть опыт других народов, которые мы можем наблюдать и не повторять эти ошибки. У нас есть возможность и все необходимое, чтобы выжить. Но этим надо заниматься. Тесла. Хорошие новости общаться политические. Пока никаких. Так, мелочь. سو تقيتك خاطر درشك مسخة دال جشتوت الحاون صلوتيتار اسم تقيت سو دوي تعيش تأخلر قيت سو نو إشا مدر تقيت سو نو صار حاون صلوتي صندوق بايس وين صغا إذا كورسون صعمي Курсами трехэтажец Инудина, Эйчкюрта. Первомайская улица, квартира Шела. Ласки тактики, он хвай дацабалар, он дальше. Он хвай дабельч эт место паломничеству эду, памятник хватит хума, хватит сунде дацалов, что тан самду дабельчи, тан хавельч. Сёрно эт забол бьёхумш, икаш бьяхти, дар дуахади, дар хууди, дар им пятсон. Ихум шуанюк яхьёшу. Яссумитун он хал хуютеха. Наоборот, чаец он хан сам дичач охта гумят. Обычно яссум хулк, так он хан тяшбяк бит сам дитсу но улоич. Это телпаюк эл сам элч, я канал чувелч, я сам элч. Шаца умятчну, он хан сам шадит чач охул мячтат, ки пайдбочуок. Велол таган хахкаш эху уди ду бяхло руху уди ду. Derdi datona raski kashte ohanama derdi datsk noch kashte hadi dok aktsot yashar nochchi ul adok weist ha nochchi boxarum om heel khwenuk arum shiatara we marsha dosta ashkol tamber we al marshu hni yahnopolo in shnochchi bu pirwe iraske chubach glitzer halkhari sholo tombal chubach glitzer lu gash nochchi chuadat Luklu gestelde. Der ook met die oogitser en ook ja. Wordt oogitser. Julian, we bezem bekkertser. Buurkom schussen elde. Tro buurkom schussen o doshon al ors haks gelder mielwas. Jo iraske chubahkit bahan dalet dat is elbiasje. Jo Putins gwajen o soltsa bahar buurkom shuna ugro shias gelder mel. Iraske chubah bahan dalet.
اسيد شبح كتس انديش اتسل بحنش دالي تركا ده توچو وش صوت صباح ميجر بوش باتسل اتسل ميالدو لوش دولم ديكتر ماسترن دات يعني الأول كم بيحد ديكتر ترى أخي يحتاج يبغى تاتيش أشوف يوم شدات يسولمان وير يودوغو وير يتوم سوير إيميل اللي هم يحتاج يو إز دوش أشبكش كيتشي واخوش دوي قومت يا يوم مادنا ساشش إس قومت يا توم سو إس قومن يا بيل هي جد وقبل ساهم دين تقوات سير welche metkwelle het bel boshum din tagwat prost tabius yakda yatahum dina bais Sulemano shat am binir bhoko mitch am bin em gun halm hizen khirwara bas nawla ketchu ikhtamshu chuli khan bade gat izem dirish wat izi zasmu gazi hat am binir bosh nawla ketchu ikhdira izi ayaze yeshu da tsu shwapto dizer doha udu go kaneshna am bakkan tag udu go يأتي بلدي طامش مش بين بلطام بالي بلق أي مش عادو شو يحتاج يتربى شو شاش سن خلجم شو شاش سن نانوك يهديت كم يالدو شو شاش سن نانوك يا فرق ديوتي دو هو شو أدب ريات دي شو ديوتي دو وده شو ساتر بيخم شو دي ديلا داتم شو قونه نوخ شو يهدك كم يالدو شناخم دات وش بدال مولا بوشو بويرجو حال خيسلو بيلي شو يا سليمان وات إدوك دوش كيرا تللا متشاللا إدوك كيرا دوش بيجوجن ووش تهم خل دلما تشا قاعدة ديردون شاكي تشون بوش إدوك يتللا متشاللا سهو دنيا بايسن إدوك كيرا دولن ويلسو كيك ابنك حلالات وين شباح وسوي Тесла нашел. Он хари, что нельзя убивать, казнить человека вообще без суда, и тем более президента убивать другого государства. Первый раз слышу. Сейчас на силу Владимир Владимирович сейчас делает. Задавала Владимиру Путину практически одни и те же вопросы. Например, о ситуации в Ливии. Говорили, не хотим убить Каддафи. Теперь некоторые официальные лица уже говорят, да, стремимся уничтожить Каддафи. А кто позволил это сделать? Что, разве был суд? Кто взял на себя это право казнить человека, какой бы он ни был? Говорили о закрытии неба. Ну, хорошо. Ну где же закрытие неба, если бьют каждую ночь по дворцам, где проживает Каддафи? Лечению жертв. Прикинь, Тесла, мечтал, Он на себе это проецирует. А как же Дудаев, вроде бы избранный президент, в отличие от Каддафи, который диктатор, полковник, захвативший власть? Его друг. Тесла, а кто убивал всех президентов Чеченской Республики? Медведев волчен ахилдате, Советсевела, Медведев резовоч ворпе хунд халитен, келарунце вахкан боч, стам дерцега, сон дик целоно, стам дерцега. Медведев вармеч. Медведев просто до крысло хечен заняться дать. На время охаваш, так мало Медведев каратюр дух как маяцер. На 4 года до европейских кефирш быть, такие, что в России типа власть, сменяемость власти есть вот это, демократы, емоты, такие мэри. А так Путин вообще никуда не угодил. Да, Америка ванчна бар, so Schwarzenegger war Emil war think tank. Tadwasha Aminir Medvedev will be back boss. That's Daksha Putin يقدر له خبر boss. اشتوار president والشا. أوج فتني لا شور
на самом деле президентом ваш воркы, но просто Йохгович Харваркцер. Велиса. Случаем премьер-министр Винча Шех, короче, полномочий на себя переписать, терпел пока. Конституция. Это он просто Тесла дальше уже не доверял на 4 года даже это кресло кому-то доверить. Да, на всякий случай застраховаться. Кинуть лайца. Какие сделал своим тоже. А так Медведев был макетом президента просто. تسلا أمريكنا كتانا يقع وما خلشم داتان يقع خيان صندق. Ну, Сарек напряженность там, ну, понятное дело, что вот, эти два им тесно в одном городе, что несомненно. Америка, как в ковбойском фильме, пока я здесь, ты всегда будешь только вторым номером. Китайцам это не нравится. Но Трамп эту всю систему сейчас рушит. То есть все союзники, все эти от Америки как бы отворачиваются. Естественно, Китаю это выгодно. Ну, Китай в экономическом плане зависит от Америки очень сильно, потому что это как бы их партнер, который покупает у них больше всего товара. Они друг от друга зависят тоже. Не только Китай зависит от Америки, но и американцы зависят от Китая. Китай крупнейший вот этот содержатель американских вот ценных бумаг, государственных ценных бумаг, по-моему, триллион. То есть они могут... Тяжелая рабочая сила. Да, они могут сбросить их и навредить Америке. То есть там взаимные. Китайцы тоже могут больно Америке сделать, и Америка, конечно, китайцам может сделать. Этот план это только при себе держать искусственный интеллект, самый передовой, он провалился. Китайцы уже дышат в затылок. Тут у них не получилось. В чем Америка продолжает лидировать, это космическая, там, авиационная промышленность, и военная, и спутники. И... В космосе Китай тоже номер 2 теперь? Нет, китайцы по-прежнему летают на 50-летней давности и имел раз ракеты Союз. Вот такой модернизированной версии у них купите, то есть сейчас и наявятся. Китайцы в космосе сильно отстают, как и в авиастроении они отстают от американцев, от Европы. Они автомобильную промышленность, они тоже отставали бы, но они автомобильную промышленность импортировали. Volvo давно куплена китайцами и выпускается в Китае также. Те же заводы, Volkswagenские там и Тойотовские заводы там. В общем, они освоили это, потому что сделать машину это одно, а вот самолет это уже штучный технологизированный сильный товар. Он значительно сложнее, чем автомобиль. В том деле, они этот вот не пытаются заполнить вот этот свой недостаток. А в космосе американцы им очень далеко. Там разрыв, наверное, на 2 десятка лет. Китайч бац Тесла сонцага додат фейкюле иску юqyaqan le иск и тамашин шат хал бортим чагайта глита шимашин стаматикалс
Ишtaки йоста, хам шокцар гоич дача, шиназа, навесной поезд, буцар гоич дон, изабина, каде бош. Искусственный интеллектуал динаться, хасунцар, мо динаться, хасунцар, фейкюца, хасуну, что выпускать бюлош бумбохцар шаш. Нет, китайские новинки — это бросание пыли в глаза, короче. Они только копируют. И вот эти летающие автомобили Bosch, это тоже фейк. У них очень много фейков. Нельзя на них пропаганду обращать внимание. У них просто государственная такая программа, как у коммунистов и полагается. Обмануть Запад, выдать и свой народ, в общем, даже внутреннее потребление для своего народа. Типа мы тут впереди планеты с ней, у нас, посмотри, какие у нас роботы, какой у нас космос, какие поезда, ты будешь. Это, конечно, не умаляет их этих достижений. У них есть множество достижений. Они за эти 2-3 десятилетия выучили очень много китайских ученых, инженеров в западных университетах и институтах. Надо отдать им должное. Наладили много вещей у себя, но они не могут с большим Западом во всем конкурировать. Потому что Китай не может, как 1,5 миллиарда, бачишь, во-первых, это, кстати, тоже вранье. Они не могут делать все. Нет, фактически они могут, но оно будет некачественное, если они все будут пытаться сделать. Я слышал, что у них демографическая проблема большая. У них очень много стариков и мало молодых. Да, вот это проблема одна семья, один ребенок Керете, когда они испытали свою численность, что она им боком вылезла. Какая пропаганда дают, и Турция, и НАТО ёкнек, но за НАТО, как вторая армия мира богштат, что Китай ла ёккулте армия, и ху пропаганды, унде шутар, кьечуат судон, Турция ёктар халайбаненц, it's телевидение чолдат, массовая информация, что прогонять шоктар, что армия, что ёбогштат. Ну, турецкая армия всегда была второй армией, 1954, по-моему. Вторая армия, вернее, в НАТО была всегда. То есть американцы первая армия, вторая армия у Турции. Турция сейчас очень хорошо на подъеме, промышленность, свое оружие. Правда. Им, кстати, туркам постоянно мешает Греция. Европейский завод, Герздох, Керчан, там Турция сразу вмешивается, царь скопировать, что будет позже. И царюк попал, как колеса поставлять, Грецию. Они традиционно друг друга не любят. Турция мою машин шеш, Тойота точно хасун, гаги, насун, кли машин, Турция мою царь, ей улиндать машин, что и. Царь ещё, там приходит завод, и они там работают. Это не царь, а традиция, что 60 лет ешь хаёш, понимаете? Так можно в Китае мой завод, что Volkswagen не Toyota. Сборка, Tesla, сборка. А перенести производство. Он как Тольятти, Жигули, Хацеер и Трянш, полностью все станки, все. Наладить, короче, как бы. Но у нас начинается, получается. Ишь, сам перенос производства просто целей. Ишь, там Турция, F-16, самолет, что дешь. Но поскольку они двигатели не могут делать, не умеют, у них нет ни производства, ни технологической цепочки, то двигатели продают американцы, а они ищут корпусы, начинка шейгума, электроник, чую, ищут, махмашли, высокий царь, и не больше, что дикхаю, царь больше. Украинские двигатели, что же, самолеты делают, там пытаются крутые беспилотники. В общем, Турция очень мощная. Сундел Израиль, ничего, но иракской базы сохранить те больше. Сирия, короче, и турки там могут, короче, кстати,
через американцев, через Евросоюз. Становится понятно, кто с кем был. Ну что Китай, что Турция при таком, скажем, при пропаганде силы не внушают некое уважение и страх, но при детальном рассмотрении явно видно, что это достаточно бедные страны. То есть люди, которые там живут, небогатые, маленькие зарплаты, часто уезжают за границу, чтобы что-то заработать. То есть как две старые империи, которые никак не могут перейти на новые рельсы. Раз они переходят, люди богатеют, алфа положение меняется в Китае, где там зарплаты были $100. Сейчас там зарплаты получше. Потихоньку накапливаются. Без войны ашел, почал, и он потихоньку накапливает богатство, люди становятся более состоятельными, естественно, добреют. То есть, когда у тебя есть покушать, всегда у тебя уже законы джунглей, они заставляют тебя отнимать у ближнего. В этом смысле, это мы тут после 2 войн превращены в дикое состояние. С этой русней, которая никогда из дерьма ушка не выберется. Что в перспективе. Но мы вряд ли будем, как одни, жить, даже когда будем свободны, потому что мы очень маленький народ, нас мало, у нас маленькая территория. Я думаю, мы можем быть больше похожи на Андорру, тот же Лихтенштейн, кто с Турцией, с Китаем. Я думаю, это не наша тема. Да, коль мы свободны будем, конечно, можем как-то быстро наладить шорт за границей, Ашнах, Бутан. Но в том-то и дело, что пока просвет ущается, Русня явно ослабла, это уже очевидно. Она идет к закату своего существования. 3 года ее спасал Байден, сейчас подключился еще больший спасатель Трамп. Вот никак не сдохнуться дольше. Русня, короче. Ешь голос, реанимации ешь. Трамп пугнет электрочец, разряд больше, вон еще и доксон. И да, выживет, товарищ. Разряд, мы его теряем. Руки, разряд, мы теряем Русню больше. Когда Россия не станет, Китай, я думаю, поживится на этом трупе. В теории, да, должен и Забайкальский, и уссурийские тигры, что я затерянных когда они вот это, да, и не только при Советском Союзе на территорию забирали. Царская Россия активно забирала их в 19 веке, в начале 20 века. Там даже был эпизод, когда казаки, вот эти сибирские казаки, начали вот эту китайскую чистку, этническую чистку. Такой был город, забыл я, как называется этот город. Он где-то около Хабаровска было, или в самом Хабаровске. Короче, они 12 тысяч китайцев, которые проживали там, их начали выгонять, там, штыками закалывали, потом в реку их загнали. То есть поубивали там очень, там 3000, по-моему, только выжило. Дети, женщины, всех там убивали. Китай выгоняли их обратно, типа. Хотя они на самом деле у себя дома были. Территорию забрали русские просто. Так, китайцы хорошо все это помнят, но они как бы да, не торопятся в этом смысле.
Их больше Тайвань интересует, как некое бельмо на глазу. Китай больше, аж мы тайваньцы тоже. Тайваньцы тоже говорят, что они китайское правительство, а это коммунистическое, незаконное правительство. Это мы тут законное правительство. И оба претендуют и на Китай, и на Южно-Китайское море. В Южно-Китайское море шеем приписать не на царь. И там идет страшная рубка с филиппинцами, там кто там еще рядом, там, тайваньцы. Тайваньцы бас, таких говорят, таиландцы. В общем, там много всяких, кто вокруг это. Южно-Китайское море. Причем тайваньцы все как бы море к Китаю относят, наше китайское больше. А коммунистическое правительство этого Китая материкового, оно часть вот этого моря отдала братьям-коммунистам, вьетнамцам, а тайваньцы нет, с этим также не согласны, это все наше китайское больше. То есть им как бы больше интересно пока эти, а Сибирь там зачем они, и так ресурсы оттуда тягают, хлебашься, интересуешь, платишь. Tesla قيتها проброс يتسارين صنصا صنصا داشت أتوقع مخرداتر но Тайвань ayol царинде выпускатеш майр чип шумш даса ишмол Америка эц аур даядат так китайчена хазайта иш орез боч бо алцандат ишта за خبر что цари одакан эц да эвозвана ба сиват и ну ишта таялор яца бахтаре ну وقان لا با Америка даядат як презот туитер эц аур тигата дальше ятой Китай резят. Там диких нацар уже, фабрики нацар уже. Одна вступила в работу, и до 2027 года заказы у нее сразу же. То есть активно дохож будешь, но Трамп настаивает, чтобы открывали в Америке на всякий случай, если Китай с нападением, чтобы этот дефицит чипов сэкономить. Еще и Байден, там при Байдене все это уже разобрано по косточкам, планы составлены, производство переносится, но пока что и на Тайване тоже большая часть остается. А Си хочет, да, Си может сколько угодно выпендриваться, но на захват вот этой Тайваня там все уничтожит. Зачем эти чувствительные дорогие станки, там всего лишь они подпали их и все, и Си достанется просто какая-то выжженная земля с мусором и озлобленными людьми. Ну, وين خوشتك سينم حلاوة عشر دوت но ist at ashu iza no ho ara pati on ko hum shtaku ashu tak series wat ba et all kan do ne asan cho tat on bolo wicked na dat ba it's out no hum shows la amerikanat la la qanat la ba no yirge daha tak oje garantiro na помахать боба цигаться do no пока hum shoyo yege промышленность становится вариант это ба до дорого стоит ба это помда. Мне кажется, я даже подозреваю, что китайцы поняли, что как можно на Америку или на Трампа давить, и расписано. Вот поэтому они сейчас Иране, вот я же сам ушли у китайцев, и будут это, наверное, шантажировать. Тайвань хаят, иначе мы это, и Иран будем прикрывать. Их ушли, им это тоже может прийти в голову, почему бы и нет. Они же видят, как успешно Путин шантажирует и Ираном эту Америку, то почему бы китайцам еще не занять их место? تاقين أمريكان خطرنا يوروبيش ثاني زي كوليسنا دلالة تراس الماضي دو تاري تارتنت إخوتنا غاسقي يشوي تملا ودوش ورا نسوي نشوبا كتاي داتين اشتاخيتن هل عطاش وربا اشتبل وهين زجت هات شيش قوق دوش وغش بيستخل بالبلبا يوروبي ثاني زاد نوخلا شوي خينا قويت دوك اشتادوش تك دوك От Европы им нужны просто технологии только.
его своровать, и все. Ну, и рынок, конечно, европейский тоже для них играет значение. По-моему, побольше, чем американский, мой европейский рынок у Китая. Так там и Китай более заинтересован, наверное, в европейском рынке, чем в американском. Но те шамбатти, неизвестно, что у них там с Путиным. Реально они там поссорились или что-то у них другое там. За те шамбатти вообще даже. Китайцы очень скрытные и никогда прямо тебе не ответят, короче, и там для меня все рулит, там, что они тайно делают, непонятно. Кстати, говоришь, и в Ухане вирус, и ковид, и резко сетака. Вот нету этой темы, она как будто умерла. Зададуло щах, короче, в маску, наткнут цединца, в Ухане, и ах, делили, аж возделили, а задуло делили, гранты на изучение этого. И раз это все умерло. Как будто отключили. Раз считаться, уже китайцев никто не обвиняет. Вот эти департаменты тоже никто не обвиняет. Маска космик шуцар. Вот эта компания, это Трамп, Венс и все вот они могут вполне кинуть Маска. Потому что, когда они вот эти ковырять будут, они 100% рано или поздно наткнутся на какие-то там деньги, которые куда-то отправляли Трамп и хозяин Шварцана. Это автоматически, в общем, дальше Маск вроде бы честный и редакцияс, но дотошный тагу, он наверняка там разрулит что-то, что этим не хотелось бы. Уже, наверное, что-то такое там может происходить. И шамбат цигага. In Amerika jo do jats настроение конгресс jats с конгрессу ба Трамп хохаслю шу Трампи авонаха бутиге бяхкен бистрольш. Трампи ин просто адмаш далталя да сабош ба датсе ба ухар. Конгрессу ба школа дол бериш натлан хойтерду хоше пачалкю го шуй бадой. Рейган волчана Рейган может перевернулся бы гробу бадат, а лилош дек ададу бахука. А то позорить те, что бадон Украине того чует. Надо, чтобы все люди знали, даже школьники в школе знали, кто ты такой был. И что хорошее настроение, чтобы ты когда даешь. Хену говорит, до города. Велись. Его конкретно его полышматят там очень. Уже весь авторитет, на который он выскочил вот, против этого аудио закончили, со всякие воровство и коррупции. Он это все уже как бы сильно уменьшил этот авторитет. Уже говорят, и по опросам меньше людей за Трампа, уже 42, по-моему. Эти канадские тарифы, хомши аудио дальше лила. Европе сварится дохцу, это на американскую экономику очень сильно повлияет, а люди будут очень недовольны. В Америке капитал имеет силу. То есть я уже думаю, что ему многие уже написали, там, своим конгрессменам написали, сенаторам, что упал бы, почему он американцам рабочие места закрывает, бизнесы портит, и хуя шушу бошка. Вообще собавление, очень отвергнуто уже. Задние я шли шуи. Это все, это понты были его. Единственное его не понт, это то, что он как президент может закрыть это. Помощь Украине. И снять санкции с Руси. Какие-то. Вот он может это, он не делает. А вот остальное, это просто запугивание людей. И Украине, Омаде больше. Так, на самом деле, никакие там все эти тарифы, это не связано ни с какими наркотиками. Повод, притекший. А на самом деле, Швейцария и Украина давление ему поднуждать тебя, шум шлюш. Тоже как скрытый. Европа ему баца на Канаду переключаться. Хал договор, что на баган, где что баг. Массом кегошвек Трамп это бились в царе беги бэк дат обандалс адагул стока бос, да?
Да, дурак он. Как будто мы можем тут сидеть-то на диване, типа, ой, ему лучше виднее, там, высоко сидит. Нет. Он заложник вот этих своих этих. Элле, Путин хотел удовлетворить Элле. Ты я хочу ну что ему делать? Вот ее нелепое поведение и само четкое стопроцентное доказательство этому. Интерес, американский интерес, шумшлер, да, и лилар мана, трудился просто, как бы шмовякой полностью. Так, короче, через нашу границу 1% от общего объема вот этого феноплатина, наркотиков, синтетических, только 1% попадает в Америку. Но раз Трамп от нас требует, чтобы это прекратилось, мы выделили 1,3 миллиарда долларов и укрепляем границу, там войска, вертолеты, чтобы и у этого 1% не было. И при этом он нам все равно, короче, татаривщац, иш придумывает ешь. Да, союз. Что харцуй, мы, короче, не будем это терпеть. Альцара, дюхлоина, как трус, Трамп дал заднюю, тогда апреля, октябрь, ноябрь, бош. Хотя хантях моей, а что хантях, торговаться по-торгашески начал. То же самое в Европе. А на самом деле смысл я ума. Вот какой смысл ему с Канадой вот это устраивать? Экономический, полезный. Никакой вообще. Кроме того, что у него политическое задание. Канаде помощь сатеба, то швейцар давление оказать на это, на Украину. Путин дали территорию. У Карга Бах, что Париж, Мариш, но в Европе он боится, потому что все же Европу. И тарифами просто не запугаешь. Но и Элла, он ждет, и герз малой информации, малой та компонент, что гумицан, мадей, важмадей, он палки поставляет через дипломатические каналы, вставляет постоянно эти палки. За коммерческие спутники, данные шмалували. И что, да? Хотя вроде это коммерческий спутник, кто заплатил тому и могли бы они данные давать спутниковые снимки. То есть, гумлило шуя. Поэтому его действия кажутся такими нелепыми. Логики очень. Америки не дают. Вот их шмалуи вот в этом положении. Канада, резма, отстак, солнца, хордо, но Канада уже ша Европа, Оша, Бартбеш, Букаш. Канада, резя, Трампу, Болчин. Свобода, резба. Да, он навредил долгую очень. Уже доверие нарабатывается годами, а профукать можно за секунды. То есть он уже суинил вред, уже все уже. Потому что тешам бацакан больше. Просто возьми вот этот военно-промышленный комплекс Америки, который поставляет оружие Европе. Там самолеты, двигатели, ракеты, что они только не поставляют туда. Это сотни миллиардов долларов. Они все, как те шамбац Америки в какой-то момент, либо сосурю оружие, либо цан матух вахан малу бошт. Он юмшли надо закрытый цикл, как француз где-то. А царь ерик сбросил. Так, и промышленные шмы, которые зарабатывали на этом деньги. Трамп претензиям, по-другому просто не бывает. Так он уже запутался, зашуганный шагуди и Павел сам ведет себя как этот, непонятно кто, короче. غاسقش ثاني جرجول يلي خلق Гашсан, ты бомбишь, нечего было идти туда на этот второй срок, че Анта вешали. Если он досидит до года, то хорошо досидит. Он насчитывает за 4 года шанса. Ну, само мнение, что очень Путин Шингени для Бога. Дозвал что. Ор демонстрация, Путин сказал, что я гений, Путин сказал, что я гениальный такой супер. Путин, он, короче, комплимент, что еще врал был со мной, короче, разводит тешь.
Путин хрватский. Разводить не разводят его. Контрагент Краснова. Ему показывают, нет, раз фотографии показывают ему. Подожди, Володя, подожди, сейчас я, короче, этих Да. европейцев, этих мубариш, волосарах. Француша, макароники, олар. Итальянца, он макаронник, а французша, лягушатники. Да, лягушатник, шериш, да, макаронник. Хорошо, хоть в Италии там примерно нормально в этот раз. Хоть немножко с той стороны там ударца рушить полу. Прикинь, Люха, вот, пожалуйста, хамство, украинский мирный житель, чтобы Путин как обычный террорист, он угрожает жизнями заложников и отстреливает их. А Америка может это дело прекратить. Не в том смысле, что Путина, латей, ядерная война, а просто как с Израилем прикрыть Украину от этого баллистической ракеты. Да еще цели, чтобы не убивали это как бы щит над мирными жителями. Еще цели. Вам сейчас бьет, и тут как бы это не ничего, но можем ваших мирных жителей, чтобы террористы их не убивали, прикрыть. А и деться специально. Так, если не хочешь, чтобы твоих мирных жителей Путин убивал, террорист расстреливал, то отдавай Путину территорию. Есть шантаж, с Зеленским. Что ему сказали, били. Ой, лишь обещающий, короче, вот тут. Какой должен моральный стандарт у Эдма, чтобы вот так делать? Но он будет делать так, потому что у него на крышке он сидит гуч-дала, его выкинут оттуда и еще посадят. Байдена молодец, хибаш Кайдида, да, он, конечно, несравненно лучше, но тот же самый шантаж, и вечер. Почти такой. Ну, там не такой шантаж был там при Байдене. Байден, выделили первый сокер, Конгресс, конгрессмены выделили, депутаты, выделили деньги на целую штабу Гаркис. Он эти деньги даже не отдавал туда. И помощь, оказывается, ушел он в одного 600 тайр на Гаркис. И так болтать, на целую помощь. Хотел, все свои договоренности с Путиным полностью выполнил Байден. Он не дал ни одного самолета, ни одной системы ПВО, ни одной дальнобойной ракеты. И он четко выполнил все эти 3 года. А нарушители. То есть он же, не знаю, у него деменция, но он должен понимать, что ПВО, мирный нахуй Прикрой, пожалуйста, мирных людей, женщин, детей. Ты же можешь это сделать. Ядерный омбуахкар мабац, он дюхалзон текшит цель над этими террористами, что отстреливаться будет. Нет, настолько цинично это. С Украиной они обходятся просто и С американцами нельзя заключать договора, лучше заключить договор с Англией, с Европой, с Англией. Ну, Европа лел тоже лел больше, чем нормально берешь. Со Венгрией сам больше, со страной, и у них неправильно сделано там, и все должны согласиться, так, и без так, уговаривать, там, не уговаривать. С Венгрии и Словакии я царь, лишь полбыца, и сидят цари, получается. И что им надо было Венгрию заблокировать и вывести из состава. Первое время заблокировать, на год, на 2 заблокировать, чтобы народ пришел в себя. Они исключили Венгрию из этого, как бы, мало, идите, и на царь уже, все. То есть Венгрия это не как бы нейтрализовали ее в этом смысле. То есть Венгрия шалур даться, а хорошо, да, мало похур, да, лишь там, не царь. Да, у тебя какой-то вопрос?
Tesla Trump pats ir подмена истории doktorno doi in serno истории боей 22 года он беакани урмадейс цухубо хаyon шенарек украинч элета бо раскошен иш подмена истории doktorno иш дауа чой так قنش دحل بو Польшер самца дабан иммигрант бо эт конгрессига то ли по отцовской линии, то ли по материнской поляк шмукайтера бой. Акцар мухер дерба тева на китайнт элеталч абсурдатер ба из моду цигадек ба шо хуч моду история ба гушлача наглой вос. Ишта он буцер дабьёч дой. Велис. Дога бол американчан масана хамаца хаез Трампо дюцега трансляция шоадда тюзачо ацо эдючдо украинч телета богас кышындай иш дючуис. Аук виш метх бойла конгрессменш. Ау хайрвела ахулил да богстат. Масал шталаш, масала Тайван китайн текатач цатиш рори богстат иш дюч. Юмлило шокна вастика данный момент. Мандат еще теперь ицалац. Милотери, госсекретарь, ицалупте, не госсекретарь. В общем, старика. Министр иностранных дел. Министр иностранных дел в Украину приезжал, в Версунте. Забыл. Короче, то интервью Ладов, вообще дичайшие вещи, вот Фокс Ньюс говорит. Ах, русских нельзя победить. Это такое, что... DG Vance, Алви. Нет, не Венс. Нет, это не вице-президент. Ты имеешь в виду министра обороны, значит? Нет. Да. Госсекретарь. Госсекретарь. Да, госсекретарь. Он сидит, как русских нельзя победить. Они в Сталинграде потеряли за 70 тысяч, но при этом все равно не сдались. Это говорил министр обороны, я его тоже слушал, Мило Тесла. Наш Херон, дичайший, может, он повторял его, значит, в нарративе Трамп повторяет. Трамп тоже это говорит. Да, дичайший нарратив. Во-первых, Советский Союз, это и Украина, и Белоруссия, и Казахстан, все эти страны вместе взятые. А не какая-то там вонючая Россия. Там большинство украинцев, белорусов погибло. Тесла, югатер, вот что. Это раз. Во-вторых, и ленд-лиз яйца, даже вот эта объединенная Россия, Советский Союз, он и проиграл бы. Он вообще там полностью и армию сдавать. Яник Окуш, Дюнянча, Ерик, Гармиш, совместно, Йочел, танки, Окуш. Армия рабов полностью до самой Москвы пятилась назад. Что русских нельзя победить. Ты такую несет дичайшую кур, короче. Вялям, где мы выступим. Методички американские, российские. Раз, бин боцит, вам даже хинц Казахстан, вообще там такая чахер бац, хила бац, ни до Узбекистана, ни до кого. Сашибин гер Казах, там бинобах, Москва, это Сталинград, это авар, Казах, шмассар, это Узбек, шатеттен цербин. Где-то 400 шу Казах, темпия, вельчтер, дол минимум. 300 с чем-то тысяч Узбек вельчтер, дол 1,5 миллиона бах. Узбек, я вам бьешь, 2 миллиона казахов. Иш багар бабулич, вайс, азербайджанч, грузинч. И там бинаш, уж хотя ни до Грузии, ни до Армении, ни до Узбекистана, ни до Якутии, там кача, баца. А вот там бьюч беш раска, бу, интересно, мадоки. Эти около таджиков, там несколько сот тысяч таджиков, узбеков под 400 тысяч, казах 400 минимум тысяч, 2 миллиона казахов воевало. 1,5 миллиона узбеков воевало. Даже есть другой довод. И второй фронт, неизвестно, это как война закончилась, немцы уже делали реактивные самолеты, реактивные снаряды, ракеты на эти самолеты. То есть неизвестно, какая война как бы закончилась.
авиация, это западный фронт я хочу, второй фронт, восточный фронт, авиация, вообще как хочу, что голосовали. Да, могу подтвердить, Ганнибал. 85% всей авиации воевали вот на Западном фронте с англичанами, с американцами. Там находились. Да, вообще как мы знаем, авиация это самый главный фактор вот победы. Американцы именно забомбили Германию. Авиация работает по тылам. Он даже ракет тогда. Авиация работает по тылам. А тылы еще юхич, подвоз да юхич, халха получит. Они с голоду помрут. Танкан человек горючий отчуется, он хупкали отчуется, он шелми. Вот юхя по колоннам подвоз. Вот эспохорта хотят, им цахуш вещабат хачет, амрил до хедуктер. Цахуш, веншул дикар сенха. Tesla nis ba Landlis sakhlardat tashi koyat agaz kış pregratidir. Tigani to что оружие я амелцан а шейнах бат шаш дхул багар хамцан шей деревня шей посёл штат шаш я гошу гош имшлдеца инд вей история тахдилевой и домаш долгочена иш шейберш арми هو وين طوم بتشبح كتا داسا وين تعمل اللي لسه شاش ناخ بي ابوش حوسوش نوخش دشلو بوش اتخنا ايش نمزوش اتيت نتاري اما على نندي سغلارش تابيراتي در تاشي كويوش И в первый момент решение на Ленд-Лиза принять Цейниара, он где-то в ноябре начался, в 1941 году Ленд-Лиз работать. Этот Сталин готов был подписать с Гитлером договор за Урал, Даурулштадт и территорию Ега Даурулштадт. С момента был готов подписать. И велик фактор, что Германия проиграть ему. Уже не работает. Все. То есть Восточный фронт Хацаевна Гулкардацер. Восточный Хаильчан, но Ленди Сейна опять-таки Гулкардацер. Там просто такие сумма факторов их просто поломала. Танк выпускать они не могли, эти Аянд дали вот эти вот американцы поставили на хилице, подшипник шец, як на башне хаулича дюй, и еще бацагалицец, останок поставлен на хилице, танкшин и подшипник яц, и Савотыч. Башня вообще не поворачивалась бы на танке. Они поставили один еще поставили им станок, который делает эти подшипники. А потом чуть больше станок елет, от 85 и пушки оценится. И дальнобойно, ствол пробивать еще. И подшипник, и кроме того, еще подшипники туда поставляли. Третий станок дали. Даже Тесла in Западу, години эти монголис диндол годат. Тесла чували поинтересоваться. Монголис диндол вообще ирши яду цани, яум. Вообще жиж гнальнут эйухумят. И айт эйухуми, и полушубкши, валянкши. Жиж гдой, тушо вообще ирши яду социацию. Монголи ючат, просто надо быть это монгол шалт электр бокшо бош дүйт яхбат и татар монгол татарский гидица яхит ишнукан. Сколько монголов помогли им вообще ирши яду суенти алур дата вообще ир документ терм. И я хотел нукан, я цахит. Тоже был удивлен. Они просто одели, он даже зимний чок хасуров зима махили от Свена под Москвой уж. Невероятно суровая зима там. То есть все там факторы были. Просто такие массом они сделали специальные самолеты, бомбардировщики и немцы шбатыш. Урал бомбер ош. То есть они собирались за Урал вывести завод ЧАЦ с западной части СССР. Их побомбить собирались. Но так они не смогли побомбить, потому что вся авиация английский налет отражает, англичан шагает, то есть англичане отвлекли всю авиацию практически
подавляющий 85% авиации отлетли от раскошен квартумцату. سارس انجلشان شوكيري مليون زود مليون ميو خاين كاروتش производит я шпялил техник мелион производит انجلشان شوخين ما اشتغل يا مش سراس داتني دوشول خيرم اوكي признавать садой сообщил просто из монголис денег тюш дырктига просто мелком мони хахва мигдат ишдат сообщил Командация это государство лжи. Легино Элли, Ахтархана, Словаш повторит, империя зла, империя лжи. ветеран Иван Чубага был бадацер, отцовпиш бодцар. Сейчас мы наблюдаем очередное спасение Руси американской администрации, чтоб их Короче, всем миром Русню спасают каждый раз, чтобы потом-то опять хамски вела себя. Ножки Буша, помните, посылали, когда с голоду там уже делать да. было нечего. Но вот Зеленский, угар нелепые, возмутительные требования царя, Путина бандит-террорист Маал. То есть переговорщик, я моя царь, что он обзывал, что боже. Пенсии царь ждут. И до этого, того, как Трамп стал президентом, до этого он также это говорил. То есть, типа, вы Путин вводит Маал. А Зеленский спарировал. То есть, как это так, короче, вообще Камальда уже компромисс его расшиваться. Хорошо, Камальда уже компромисс. Берж, лечение, нахбой, они убийцы, короче, буи, короче. Мы с ним переговоры как бы ведем, уже дальше у компромиссе, короче. Тунах террориста уж, мух ашаба. То есть, он сам не Путин, представь? То есть, очистите его, скажите, он нормальный, рукопожатный. Отзовите документы городского суда Соловника. И уерте севанери эчхвале бакту Путин дуй даяк бог санциш. Да, рукопожатный ебать. То есть Путин давит через своих агентов, чтобы он снова войти приличным человеком в это общество после всего, что... Вон этот саудитский Изамауи расчленитель. Вон, то что вы ему ручкаете, за что меня не ручкаете больше? Я же людоед тоже, но тоже ведь не самый простой. Ну, не такой большой бомж. Я не расчленял, я только то так убивал. Но, правда, там его ГБшники и расчленяли, и перечленяли, и там и саудитский принцип в кустах не валялся. Там Шмахкер Худертья, Тесла, вот это вот авиан, евро, доллар, мы долго с ним мурились. И герои воевать, и герои воевать, и там, я не знаю, мы методичка была, наверное. Там же траур объявили, это так, короче, репутация как бы говоришь. Леха, микрофон, а я там формат слышен за кадром. Видимо, просто имитировать глубокую озабоченность вот этим убийством гибней, как БСА сети имитируйте. Нет, он герой ВВШ, сунах, и герой Элбо, штец, Белгешта, Эльчага, герой он целовыш. А из героя ведь что там получать потом Ахмат, а жить, а герой Махусунов, так более лецарь, окна героя Элцунов, героя Эльч. В чем этот спортсмен герой? В чем не своей страны, который представляет, в чем его героизм? Он же для себя это работает над этим, а не
для чужой пользы. Можно и этих ММАшников героями считать какими-то. إذا специально учебал nach бег бабошим штарцо. Сетио баш дуком разницяс тхошиню Сетио дик спортсмен уавар далгештелцен وي نخشي يقع اشتغال شي ديك دوي تاع سبوريات تاع دوي نو الصبا ديك دشك غاس شقا حلوال جو خلدر ات حالات سوالي تور قيتش سوالي تور ات حال دوي например اتبع لاقشي غاس كچي ويغريتي سيرنو سوالي تور خودات تا نغولو وشي خلو يشوا قدوي عياونشن بلس فلاج سيرنغليلو يشخول تقعدات وين لا تلا إشتو إدوي تقعدلهم أبيش ديك سبورتسمان وري قبل داتو تقعدوي إبربا فيتران أو تشوح وقع إن هون خاق إن بوكسرز كي زريعت مويو بروستا زريعت باحونس أولي بربا مويو إتكتير داولو دات شيء كتشاتش بيلش كتشاتش كيكش دات إش بويسات جول شات إش واخو بارت كبير تاعتاق بيتكش نسوك وبشم دقيق اشتقادات on قاحق on أتربات وتين بريوم شتعوان مويتيجي أتحبول جارة تاني دام عجن سچكا واتور تاقتور سچكا واتدور تام بوسك مثلا سيتي وس أحتو ورا بس باسو خلقي تدرتو سواتة توخش يبو قدو ما سچكا واتش دلخر وري تاق باس دويس وخزغيت دون اشتغل شال اشتغل دائما دكتنا وستويزة سبورت عدوي تشيستا سندال جشتل إدال دي أول تحبسن بالنا دال صوبر لإليسا Доходи idejas disegam versijari izi kemeluje gi čuvok, da se metal altan, что-то запалиться один, да, методички выдать энергию заборешь специально обалили. Ведеран, бокса ишт мацева заряд кштавей барбасан. بربع قاعدة مدو просто قاعدة دو مرابات إذا حيزو بيز ليركش حيزو ديز بيلش يز يوكيكش مرة обязательно бокс я мет бокс бухундаш булкетш бох бин цахилш дуй дикдатак лергаш мет дахи тунда лергах киетшхул номер обязательно чанга мет ках ешхулшт ай лоб ки какшум яш дуй сиду далит то размин разные асбас бадега тат борцовский юг я тура что дуй да все на пойдяник сега Veteran, Arseley Osman Ozdrel, boxer. Wozer elch is doisu no tun so was is a gergeludo shum dat ha wozer du gergeludo so was Ze keren naar Oost was walk was. Is Garbi is taki was wat. Dik boxer waren он тоже хороший боксер был. واخي تا هرش ابوش دائما تسانو انا اشكاه اوبشكيتي واخي ترى موروسلان ايش دائما قش ايش دوت ايش بويش برسونا عثمان تاع نقل Лисватер тренер. В сайте вот насчет него писала информацию, но
Sayna İbrahim Khalu Schwarzun Sahum dat etatsum şiyazıyor no izza informasiyo alıştı. Подробно хуш сахил суна интересно. Хотя تقبلت يا حمد ما حد يلوش دوش كوريا اير موخ وصل سوفيا شواسي يعني Бадаев хат. Кори ол квасвелла это точно что вела база. Яздишь, и что там до сега баду датем саз, яздишь, и что с квартиры там до жима до шибер цахилла, зуд цахилла, и حد يلوش دوش то кора квасвелла бог, это вообще-то со второго этажа. Информация есть Бадаев, но он боится. Предупредили уже. Не, если Кори он все как бы практикующим мусульманин мауис, так Кори он эра квасвелл сашкешин трон, ере не его как бы вообще. هر نلور تسال تو بحد شغل والله ابراهيم تسال توجد انا غلامنا شغل اكسبيديت دول اعتقد انا اوراق تشوكو اساسا ترام وري تعبري تسكروش тоже также списали там случайно حضن ورايا وكل سرقتها شو ورايا ورай идея что практикуется там вице-президент именитый короче говорю халоци еще лукается подписаться цедич доцается ارجونا اذا بيرتخ شو شو اشت بيرتخ شو كارين اشت وريانشك خير دوقو بوكري اسكش دو بالكون دير ما سيت شو ايتن دك دوخو شو ين بوخش Канкалик ишт отскеди андол, что против независимости хач облал бы ацевач канкаликин издырца. Ибрahim Адотта Авина. ايش وطي الوقت Да, дух табу. Step by step to шариа, я ношу. лырт асфальный делать, вопрос да хушвац. Шо маяти, шо мадерстаси, шо веревази, шо его слушать. Одна и та же пластинка каждый раз. Бормочет, ничего не понятно. Наши крайности много вводят в заблуждение тех наших потенциальных союзников. Сегодня одна часть от нас требует отрубать головы и конечности, а другая часть от нас требует, что мы в обязательном порядке узаконим однополые браки. Эти две крайности для нас определили золотую середину, которая угодна Всевышнему и всем нормальным людям. Это от Швеция лучше это Швеция от uns Khalid Fulayji Ben Salman ملويتها دكتور هم منو كوي ملويتها أمكن توف ويش أقولش لي الشوك أتيرس دقة بويز زلطة سيردينا ألسا كل أقيد وقيا أخكرن كيوش وقت حقيقة بوجه غلب زكا مصعب تيتر بيتشا كل مذهب بيت وقلنا اشتاش كيف يعني تم ليش كم
Резвил, чукывать что. Первый золотая середина. إمام شافعي عباس أبيض ولم هردوي no شيء قيتنا نزكون رجل رحمة يا مقاش مصعد يا ولي ونقول просто ночь чем подкинет мозг бажа сам больше до цех хажа. Мара дождь масса цех шансом. إمام شافعي مصعد تيتوجن أسني تو مارك ساعتك يوتشوب ولنا يوبشي يقبلودك ياشا يهم بياش منازل اشتاخزت يوم اشتاخوش عجويزت يوم شتوي تا شتوي ليك شتوي ugodnik كلش ما يعربو زانيه وخلاتي والله قلش عن كرتا Накиего я сконченный ублюдок. أصلا أستاذ هو مكش موات شرك مدو أستاذ صنع يؤمت посредник واتش وقع الإمام شافعي كاكو تشورته وقشو الله إني مارخ الشيء ورزع بايران لحجن سهوريت إفتارت دينجن وهدول شو مو شرك ذات سنتي ستوش ذات سقوش يوري И степ-бай-степ, пусть полетишь, может быть, такую концепцию, я швы найти. Степ-бай-степ, маршрут, буду тебя, такую выпорядку. Это было не так, вы просто не так поняли, это было вот так, ох, что. Милорис. Дэл маршал, почему не было звука? Это там какая-то баг был? Звука не было. Вот твои слова первый степ-бай-степ. До этого ничего. Это у всех было? А? Если, может, телефон надо, а если еще что-то. Ну, это как возможно. Ну, да, как раз я когда что-то копался там, зашел и какую-то, видимо, все-таки нашел кнопку нужную. Это в этот момент включил. Так, худолча. Какие нынешние проблемы будем решать? Какие эти планеты покорять будем сегодня? Vedolčo šot špigunuši buktān ceurdien čuļēlš bolbieš. Ну что? Шпигуну Штирлич, вас Штирлич. А что они, как интересно ли я пропустил, самое интересное. Всегда интересно, как работают вот эти и старые штирлицы, и новые штирлицы. Что они, как они запалились, это ладно, а что они делали? Что предлагали? Как улучшить жизнь предлагали? Ну, шаг за шагом к шариату, вот, примерно вот так они предлагали. Шаг за шагом. Это типа тонкий намек в мою сторону. Степ-бай-степ, им все-таки Дик Никсон, степ-бай-степ. Ну, а конкретика была в их словах? Шариат, короче,
К сожалению, ни логики, ни конкретики не было. Все как обычно, вот так размыто, нелогично и вот так далее. Степ-бай-степ, прям твоя школа, как будто у тебя учились. Представляешь? Алина, ну, хорошо, понятно. Я не знаю, как отвечать на такие обвинения. Когда то, что в зеркале человек видит, он говорит другому, на другого эти вещи, то, что видит. Я тебя в зеркале не вижу, кстати. Тут ты ошибся. Ну, в том-то и дело, ты себя видишь, но... Да, но не тебя же. На меня все свои болячки перекидываешь. Стараешься, во всяком случае. Все размыто, и все, и ни о чем, и каша, где в конце концов получается, и никакого, хоть самого мальского какого-то конкретного простого вопроса не имеют, который не имеет никакого ответа в конце концов. Это где происходит обычно? Вот эта вся каша. Можно тебе задать вопрос относительно, вот примерно, Общее желание построили заказское государство с золотой серединой, у нас розовый шарикат, все по шарикату, по фэншую. Например, кто-то убил твою жену, твои действия по шарикату. Юлабас, ваши вот эти фантазии секретные, ваши личные какие-то предпочтения оставьте для между собой чеков никаких. Собирайтесь и... Это фантазия того, кто придумал шарикат. Слушай, даже если у кого-то появится какая-то 100% правдивая информация из ваших уст, у кого-то из вас, это настолько вы себя дискредитировали, что верить в нее будет просто себя позорить. И себя не уважать, доверять вашим, а тем более отвечать на какие-то еще там еще какие-то... Дискредитация заключается в том, что мы рассказываем то, что вы скрывали всегда. Ну, все, я думаю, ты сам с собой поговоришь, даже сам никаких других не нужно, и ты найдешь ответ. Ну, вопрос тебе задает, ты же за государство шарикатское, как я полагаю, ты же адвокат Закаева. Что тебе нужно сделать? Ну, а ты же не просто так, ты же не за этого, ты же не за государство, не за какое. Тебе нужен базар. Ты вот просто задаешь какие-то вот эти базарные вопросы, понимая, что они никакой... вопрос про шариат, это базар. Никакой пользы, ничего не приносит, кроме базара, каши и ругани. Да, люди же должны знать, какое вы государство для них строите. Мы хотим, чтобы люди узнали, что вы для них строите. Вот вы построили шариатское государство, твою жену кто-то убил. Твои действия в шариатском государстве. Имеешь ли ты право убить того человека? Имеешь ли ты право убить того человека, который убил твою жену? А в демократии как это обстоит дела в этом плане? Давай, короче. Мне интересно. Подожди. Да. Подожди. Жду. Это не тот вообще вопрос, не та тема. Просто люди интересуются, ты за шариат или не поддерживаешь шариат. Так просто. Те, кто там новенькие, интересуются, кому я 20 тысяч раз не отвечал. Да, я сторонник, чтобы был закон ислама, был сторонник, но на
Я больше сторонник, чтобы это народ решил, а не только я свою судьбу. И за эти свои Закон действия, да, я ислама или закон отвечал сам. Аллаха? Подожди, закон ислама это что? Закон Аллаха, это? Не, ты смотри, ты сейчас говоришь, хочешь, чтобы народ решил, то есть это уже демократия. Потом ты говоришь, что шариат хочешь. Ты не видишь в этом разногласия, потому что по шариату демократия, она противоречит. И поэтому уже и изменили в Низаме статью Конституции, где было прописано, что народ является единственным источником власти. Ибраим, а разногласия, а противоречия, это кому-то, но только не вам говорить. Я именно, Юга, повторяю, у нас имеем опыт большой, гигантский и очень важный того, что мы пережили. Нужно хотя бы как минимум сейчас понимать, что надо все шаг за шагом, постепенно. Сначала там котлован прорыть, потом бетон залить. И здание это строить поэтапно, и чтобы оно стояло столетиями, ну или годами, десятилетиями. Да, Все за это, в этом участвовали, все за это отвечали. Сундел Югопас, тот шариат, который я хотел бы, чтобы я сторонник, чтобы он был шариат, это тот шариат, который, когда будет, люди будут хорошо его понимать, знать и будут информированы об этом шариате, что он является. Я знаю, какой у вас опыт. И Юга это Смотри, что за опыт у вас строить шариат. А вот, да. Посмотри на дом, да, хотим добавить на дом. Я думаю, вас... Тому именно смахка дома, российский уголовный кодекс бабаша суд знаешь хатуш. То что дайте начало, мы усона, собственно, после. Что ты знаешь, что Мундина тхайчак дэн доды, чак дака дакна вот. Ты что готовишь, дышишь, ты быстро. Омег ума хочешь дочь, ишь дальня шаёк, шдахит то двахки шишат. Закай халиф могу чуть, говорит у нас пример. Чтобы дать, да? Основе тигр хинскидона на куфре, это дьезбар. Это дьезбар. Нельзя так. Наоборот, я тебе говорю, все. И мога хиля, и нагасон свершится дни, свершившийся фактуис. Это правило шариата. А это он не в цене, хадохки само. Все, и хадих калошду. Вся юридически проволочка, вся гумадать тига. Через парламент прогонять, дашадать. Насильственно кто власть взял, ему присягают. Смотрел, здесь подобное произошло. Неважно, как это было. Если это соответствует Урану и Сунну, все, руки подняли и сдались. Что, Бардеш, а Путину какие претензии теперь после этого, я не понял. Путин уже давно брат Аллаха. Нет, он по шариату уже, он захватил власть, никаких претензий нет уже. Что? Полностью соответствует Корану и Сунну. Там Мабара. Это был обыск смириться один. Что? Насильственно. Просто баят сделать и все, воля. Присягнуть. Или наиб сделать. Наибнуть, то ли. توقع أنه هو شيء تأخذ شوات
ناخش ديمقراطية تخلص هو مكشوفتان ناخش محكا تيجا خلي بوت مكان رسيسكي زكون مكان فايد ما يوقيتنا دابون كيف يرشي ديمقراطي مكان ناخش ديمقراطي هو دالتي ما دايت ها Буя Таутский, Германия Нахчинек, Нахчи Да, а что Байрактар. говорят врачи? Врачи что говорят? Лürschen шварт клиент штелат метки бог, закалил тата хи. Лёг кудиандо Гуантанамо санта центр ирюй. Да, пойди андина дик хаккуз хакай, ау шейшери почтва дахи тош да ир букуш. Цан корпус чва розовый шери паттерю. Ух, чва черный шери паттерю. Ух, чувак, между однополыми браками и шарипатом золотой середине, он шарипат шарю. Чай мол, чуть-чуть дахитурю, царь. Дина, хуз, хакаю, шфалянный. Шейг урс хакать, шейг и чцукаю, что? Бисмилlah, 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 бисмилlah. أسنيت نوع الحق خلف واتباع تيغيتال Уж хакшик жамбетов хру главное. Главный мясник халипата докции معينين وإشتاء мясной комбинат Джамбета фирма Алялю. الإثير دايل يرجع عنوان بيكسا دايل أتصن هردايل فيديو شاتر أصلا مصهد اللي أولا بيشتغل زنزوة شاري باتشخيت واش بويد اللي جاك زوة شمال بس يستخدم عمي عم تخوات ودروي دايل ويستواش هذا ذكر ذا ويلون بكال حسن وقت كنا بيشتغل لو هي تنبول تشوشان صوبر لوف ورشيك دلوك بان ستوري تام اشتلي توي غوب короче пойд бог из вакуума там я бог член истории я лахца любовь вклад уличца Миштом до Сингатам боз реакция мечтал до чего и охота еще видео хватит под рукой سيجا تحلق ورتحانوي بوخيات أروال استغنى политически убежище, теврат негардер элес цани бако елият. Закай абадна цели цани цели. Политически убежище, вай их дельчат, а вай яшна бордыш. Вай дац бордыш. Чхо кирмехум. Политически убежище яхна цигах диона. شركات متى وعوشورك أشتو جوابات يستن دخل تانية ما تنوش يلو يشيات حمو سحوق الله شيطان الله يلو تسديد Лена Хазака просто оторвался от действительности, причем слишком, и ситуация глушилась. На вот конкретно كانت هي شو ده ما تغذية ترويج النص والترويج وده كان يطلع نسوى حوش الدواء
ليجيتيم شميلز قاعدين دول قال الله هو أنت شريعتك هم نشدوش فأيتي تيمي دوش ما دوش مجلس شميلز عجيت يزي شميلز وخينا بدو لك شنوق أولو هوقوتها ديمقراطيشي تكيش يشي تهم شليلو شوهر تون ديو تون ريز بوش ووش يبغاجي يز خوزا полностью شركات لو وضعوش короче إني شركاتам إني с государством золотая середина высох затапаемся إني с однополыми браками إني с этими по шариату там правителями, которые, что чем бы ни занимались, ты не должен восставать против них. Короче, я эти санкции дождь, рук, они понятны. Ни туда, ни сюда, хали, лок. Вроде бы отцол, шамиль, схиечер, такфиш, хайхуш, там, док, свие, виз, бош, и гумнеш, хайхуш. Что, шарикат, там, дуалу, бош, и гумнеш, дур. Потом этот шарикат сам возглавляет. Деятельность дух Бермудский треугольник, указан. Не. Ослабос, моих бо политических убежищ, моих малецов, мегадацов, это он дальше. Я хочу уже государство, يوصل تشحال دو يبغى بريزنات دو شيء ماضي قالوا شادلهم ديناس وهي شريعة دي الشرع حقيقة سوينا يا أصلا سأل سوينا سوينا وشيء بوليتيش بيش مية وتعدحوش دو بيرجعوا شيء الوقت يا ترى يا وقرا بوق تدين توليشنا تعمو بوق Да, ну Аслан там тоже, да, вешается. Он сам создал эту ситуацию, и будулайчество, я же исламское государство, потом Мохзакаева, Дагестане, Чубаны, Шпайшвят, Бенни, кстати, и фрагмент от цехов фермерцу. И гумнешка, ложь Асланца тоже как бы в этом деле, он запутался и тоже этой болезнью в шарикат там, заигрался там тоже, короче. И создал вот такую ситуацию. Потом в Европе, например, даба нахбать у себя убежище легче собой, потому что на птичьих правах но просто когда они тут Идигову, там, Закаеву начинают говорить, я единственный легитимный, кого Масхадов сюда прислал, легитимность, цепочка, вот для этого, дага это хош легитимно, вы прислать цевинари на месте, короче, да, на взрыв, да, как будто бы там усеется, ну то Ислам Масхадов все там вовремя назначить, Идигову не дали ему шахидом стать там на месте. Он хотел полностью иракский данный выбор у тебя. Против его воли взяли его сюда, прислали куда-то в Европу и все поломали, короче. Нам победу, например, Идигов, и пришлось ему здесь на трассе, короче, в Европе сидеть. И единственное, он только легитимно отправлен сюда, в Вашингтон. Затем мы сюда дают из-за Аслан четко, полностью ух и прах, дальше вошел, вошел само позволить инсахалари. Ищем до тебя, говоришь, плюс к этому всему, что дальше был еще болгур тоже, киега бен участник шоу
всего этого бардака, и потом вахах решим масхада, все дери, и слабо вари, цухарца дери, вожца дери, бошта, цигун наш лицу. Слабо цахилась, нормально. Было масхада. Просто и Анхетанбек, слабо махьятхан. Йол герой. Проблема шарикатские игры, что издох. Вот и шарикатские игры, шахтарна лучше гуй, из-за или нездоровый уиз, или ще программе болбешусь. Дистот. Aldı al bol şabeşler ulaştı olsan. İlent işşağolda er boyla barkar menş bağdan. Yata Allah izakon dağvatı dizi ve Allah bu da dizi boş. Tülle geçiyorlar. Umşat şaşı diyse dizi.